ماذا أساس هنا وشوار مالي Okça İslam hlet düç şumdalaha Kur'an eri yani dit talin bu oluşat düç dat dit volma vela guçu uğurşu ona okça tavat laduş aşbeş okçu şa dukku kol otoman dit dol delç mosso da hoj masara haja hoj ot ugur baqdu boxçur halu eve en şu bu havu çok hasta deş بيجش با هم داتي بيجش با وين يقع مخ لي وشت ايو سدالر دعاء هم شام در نيس داديتا ديش دول هم نيس قوش داقا ديش بقوانس نيس دول چرت أقاسلوش دقو همش دو ويت نوخشت بيلغل ويت تاتوش دول همش دق دو تا بيلغل دولش أقوتهم فلات بولديش دولمو تاني نيت بشما دا تاني قول شما وجه دا حاضر اور ما دشو شي حضلا خارجن بي شي خارجن بي او از ثاني عملا نو خان از تقوى والبومو تصور بيسي أتلتوان زغراني تعوى وزغراني تعدونا هن سون خزنك با ستان لأجدين عادونا حشو عيو زوجو يغايا بروست سهوش شين ستان بوشوم ديش ملش زيوليني ديش دونا وت حي دوز لخ حي بير شخ خدا غاستو دون وري انتيش خلشت اق اتسيغح مولر دوش انوخچل حتى اوبراوايو شاي دوزلن هويتش خينا نوخشي عادة شكا غيلق شكا دونا زود دون شي تين مت اعيوش تو eller چون اعيوش اش دول اذا اتسيغا دون نوخچل خادوش قلش موكل يخاد درداتشو إخار Okta granica, dukku molnish bugun ash. إشتم دال دي شاه إشتم دال دي شاه أتخار شابك أبا بشات وش واتس دالا واتس تندل بو أسوق عجل دو إشت هم دال دي شاه هم بحن خارتو يتل أتخر دون جوب دل ملخا آور هايمالو آور دال ديش أدم شي آمل يرشدو تجاه وين قصد لوردات on ديز جوب كوشر لا زغرني تخليل تخليل تابع شويوتهم دو يلا أتون يقع تشين يقع يال خارتو أتو منطقاش ديز على ياليل تماسل دال ديل هوكشوح سقيتر عنده غان هوكشوح كراسنريتشي ويست وبروسم نو بروس لوشنون شو دالت وبول عادي كايول بيسبل دو بلاهم ديتر دون احقي سوق سايت دولت عادي دالي Dobar djelaca, sekund. Станете Warsaw, еще адрesa выстху. Фридом, ты слышал, как он про Гагарина говорил? То, что мы утром. Ты понял? Нет, он же тебе говорил, и Бакдуй, что Гагарин услышал. Это у них в их среде об этом говорят, видишь? То, что мы вот утром обсуждали. А худу, я не знаю, что это вообще. Я понятия не имею, что там Гагарин. Это в Коране описан Гагарин, полет Гагарина. А, да? Ура. А еще говорили, что русские говорят, что Гагарин туда полетел и услышал, как Молкоекш. Они же вовсю рекламируют. То же самое говорили про этого Армстронгу и Милуи, короче, американский этот астронавт, который высадился на Луну и там услышал Адзан. Да, но они много чего. И этот сказал, и этот, и Кусто услышал на дне океана. И он, когда вот это сказал, я сразу до меня думаю, вау. Старая, избитая, устаревшая версия их, избитая уже. Не, это просто вот эта вот манипуляция сознанием, скажем так, рассчитанная на
Ну, абсолютно необразованного человека. И когда я ему сейчас один, два, три довода привел, что, допустим, меня вот отвращает от всего этого, а может быть так, а может быть не так. Но там не может быть как раз-таки вот этих вещей, может быть или не может быть. Это, если это истина, это истина. Если это не истина, значит это не истина. Как бы все просто. Перевод. Путь, море, плавание, тебя, как это тебя, смотря предложение, хаш понимаешь, где что тебя. Больше. Чего мерзкие два, что из фульк. Естественно, удуха толерантность лёг, уахошу, хочу перебивать, мой, и цеха, и вож цеха, и так ой, адач, сан, дух, ну и бог, шараюсь. Ишь, моду и хаз дас, и дауш цаши, саки, мерз гущаш, мостич, даже мадизи, да, хаз, даже мадуи, хаз урш, даже мадуи, саки, мягко, стадиен мадуи. Мастер говорит, что он удобен, что он быть или не быть, о, сайзер, короче, изречение. Ну, в общем, поспорить с нами пришел, а тот впрягся в стиг, начал ему что-то рассказывать. Царь гума дыц мацаюш. Зачем с ними вообще говорить? Это неисправимо. Это потомки тех, кому наши предки в окно стучали. Дыц модели чудахкет ни ал. Понимаешь? Когда мы перестучали, перестали стучать им в окна, они оборзели, но чемот амин. И хотят нам доказать, что мы перед завоевателями стали на колени. Сундер, давай тик шей варгида, вах в жизни сахарцу худи чат аж да дита бош иш ден мудуина коч давай аш мегер деререн бош да гылши тош вайна сундер вити бях белловш он ги хошен аш мут ируаца буш ти это баш ху ади дош вахен ялна пичу сом осмота бачун идин душ хумро просто хыз гылыштан вай адыштан дош уже гнать доловш амыцыло. Nasıl usta bu? Нохчу чем? Толерантно, глубоко. Доги акал умоду уже аэрвалу. Не совместим умушмадица уже да. А вот хотя уюха и ханта хан уанч охоз хадиан со у иштадаиш охоз халят дуэ и умца. Уша хурдина дюш цундейш халяцак стиг, цундейш, вейдейш, целяцак, гудевай. Он же так и сказал, тхадейш, теляца. Цундейш в Дагестане махка, теляца. Ох, целяца. Så tycker jag nog как раз эти цачуи индери, что ночью я цуняли на гатбош. Стрела, слышал. Цун хадиш дишен, короче, видеошка это, шейшик, хирамш байта, короче. Кузавием, Аллах хажа. Парма, тотига Аша, набег кузинон. Они видят, ага, Парма-то тут нет, сейчас мы здесь всех перевербуем. А стиг, так как он ногчи тагву, он не знает женские манипуляции, эти арабские. Поэтому он ему отвечает на полном серьезе. Важмову, не перебивай меня. Я же тебя не перебивал. Воспитанность своей секты показывается. Такие вот женские манипуляции. Таган хурмада цуют стиг гушей со своей высоты. Высоты мужского взгляда он и не понимает, хуюется. عشان مال حديش ده عشان مال علم شنا عشان عامين تخاتي أتان صديا وعلير أتاخر دموعتا تاجلا بشابك أوش تاج تاعوش دوجلا بوصاب دين ما عامين وين Дырдук. Мы можем ходить по миру, распространять. Не, Заз, это не только мы учим, мы еще на следующий день. А теперь закрепим материал. Домашнее задание, работу над ошибками ешь. Очень хорошие, такие добросовестные ученики. Сосег губа, так цадохшин. Стик, ты слушал? Он мне говорит, соцунгист хали, сосег бог, ханохчию, азбордерию, хоист хунхул.
Азовый Ханан, Хавуин, Хагис, Сахальшина, и поэтому ты такой дурень вырос. Представь? У них женщины молчали в доме. Он не знает женский голос. Geçer ama yotsa o nas İslami женщина возвышена, королева, вот има дебош, это что? Это чисто христианский наташкшан вирбовки мацони. Наташкшигам дойтон царство талахай хамел. Короче, вообще базариться дойчер, пармат. Пармат. От лирик до это иди сюда, моя зайка бож, да? Условно забьешь, завидуете вы нам. Завидуем, да. Что аж кушать не можем, Тесла Марсу. Наш Макшай. У нас много жен, фиников, верблюдов. Вы нам завидуете. И верблюды у вас на все случаи жизни, да? А у нас, между прочим, много воды и зелени. И мы камнями не пользуемся. У вас в квартире газ. Да. А он нам сказал, а у меня отец придет и всех вас изобьет. А вы все дураки. تسلا представить да от верблюжи у него деньги финик ши тминни цены бикиличени йоч комедицина йоч ой десняма интересно хердар. Мне кажется, вы действительно чунчан. Вот медицина я мояти. Имел в виду вообще человечество, они не развивались, вот остались бы в этом 7 веке, короче. Когда гор 12 или 13 рожениц лишь в природах. Tesla очень урок Матью. Завтра. Всю неделю. И будем всю неделю, а выходные будем это. Мочить буду лако. Тесла, пацаны. Марзан. Фридом. Бах. Марзан с борта, когда у Теслы урок будет? Зада такая сидит, когда ему об этом напомнят. У него нет определенного дня. Следующую неделю, короче, целую неделю надо. Пока Хаймерс не заплачет, короче, объяснишь собой. Этого не будет по-любому. И насильственно принять динду дать ислам и тем, и насихат, да еще и материал юиха. Бисмилlah. Целый том Мухаммад Асаб Китабуль Футу. Мадар Хадич. Марван Бош, Сачо, Кавказ, Грузия. Хаяхтан на Кавказе قاعد подвигшин. Цуайда Халвел, Имарати, Нацвотига. Отво Шамел, Долтвон Алин, Демаш, Война, Тамалин, Шамадар Хадиш Луца. Машаллах, машаллах. И подвиг шмою царь хаюичу. Бисмилlah. Ю, крепость, ца, придумать, чуцавалуш. Ца железный, 6000. Иш эцбиен, эцгибачш, эцэн толк шуқол чуюх, шути анштох, штюавел. Ишти крепость хаяккан, бок туганти. Главный ворочан крепости Вахен, Бершна, Цацхабал, Шмассейре квартуаш бяган, Йозудри Бельшей, Темлашнюк, Адасбек. Великий полководец. Ух. Салмат, Мегадерия, Хаймерс. Насчет будущего, и что делать у тебя эфир будущее, Mahdi Haworoi, Антихрист Haworoi, тебя разобрать, тебя ходишь, иди сюда, до тебя. Мастера босс. Махардар.
Насчет будущего, а что он? Инца футурологии, яйцы, будущее, изобретение, там, гордую, что. Мир будущего описать, где Бог шел мечтал. Я приготовился, и тут ты отжираешь у меня. Тесла, Бог, они же на этом держаться дешь, смотрится, на этом Махди хауруется, антихрист, не антидаджаль, цададжаль, они же на этом держатся большинство. Да, интересно было бы, чтобы Хаймас разобрал. Я понял, я не отрицаю пользу этой темы. Просто я о другом думал, поэтому... Ишь там этот Мухаммад Пайгамбар Волшена, он был как бы последний пророк, он Божье лицо, потому что еще этот, скажем так, при его смерти конец света наступит после его смерти. И сан Бог, и обычно пророки и пользуются как бы пугать людей. Наступит сейчас конец света Божий. То есть поэтому запоздать и на теле конец света, на очень, на целую 1400 лет. Камиш, ты, по-моему, какой-то хадис читал, где он говорит, что вот этот Джим Пацанин, ты хажин, или еще наступит конец света Божий. Садуют что-то вы? Да. Затмение, хотя воды воды, хуется уши, затмение, ламаш, шлях, плуш, рабыш особо, ташираб освободит, туари, тауня, саядуах, шари, короче, затмение, знамение, юшим, короче, бош, оснах, куеш, таурчки, бяш, короче. Jo masuzol malach mičēlo bjēlā hošī zēpadē bēdies boš, короче. Šā vož zēmaģā larušu boši, 2 штукцē. Затмение чоку виршила и ца объяснение цаинцается. И шаркой тогда. На плоской земле затмение – это нонсенс, его не должно быть. А следующий анонс я на фульк или не фульк, цахули быть или не быть, или включить деньги. Камерс, в общем, А мой комментарий, извини. Красавчик Джапар, не останавливайся, позорься дальше. До конца боя, до талого позорься. Алх святой ходишь, мутный источник буш затмение ушка напса. Наоборот, я чул эти источник, малки халия, на буш, сунда тирушум, царилати. Затмение они воспринимали как непосредственное вмешательство Бога, Аллаха. Он каким-то занавеской или щитом прикрывает солнце. А там еще джинны друг у друга на плечах. Да, Заза. Самое там крутое было, Аллах кидает в них звезды, но иногда он не успевает, короче, и шайтан сообщает бухачун хаоцу, и по цепочке царь передать, то и потом колдуны используют эти тайные слова и бозбаншбе. Но они же не могут отбирать хлеб у колдунов, и шмобу. Поэтому там допускается, что информация пропускается все-таки. Колдуны правы. Но сказать, что Аллах не успевает что-то, то есть ему скорости не хватает, шайтан его обгоняет. Главное узаконить этих колдунов, ты не понимаешь. Войца обиду и сидя на верблюдах. Как это Аллах может не успеть? А что это? А там вопросы задавать нельзя. Вопросы здесь задаем мы, Баха, КГБ сейчас. Там все предусмотрено, никаких вопросов.
Не, как в хадисе, то на этот вопрос тебе ответит Абу Бакр. Иди и спроси у него. Абу Бакр, как-то что-то... Подожди, я сейчас тебе отвечу. Турицан и голову сносит, кто задает вопросы. То есть, ишь, там метод хилатир. Кто задает вопросы, его подлает к Абу Бакру, а тот башку сносит. Ты видела, как этот Ламаев был в этом чате? Не, Ламаев приходил. Ну, видимо, Ярый его, оказывается, пригласил, и Ярый так из подставить. И, короче, хочу волша, то за него, короче, трусуа, мне, короче. И тот, что Аллахом лишь беш буйку чабош. Тот решил, короче, за Аллахом спрятаться и, в общем, начал материть этого Тойзена, чем трус, и, короче, забанили его. В общем, там секунд 30 только он там был. Он, кстати, мне на Фейсбуке писал лет, не знаю, 5 назад еще. Тох, что он гажмиш яттырю безбожник шбош. Представь, его пытали мусульмане-кадыровцы, но гажмиш ятта он собирается шьянца хумдин боч, был безбожник. Представьте, вот что за человек. А может, это был фейк, может, это как покушение на Милуи, Тумсу. Пытали его. Не, явно видно. Его пытали, как Тумсу молотком били. Нет, она женщина, он даже травмируется, он психовать. Ну что, ин травмию, поэтому он вот так вот ходит. Не. Ну, женщина тердоксон, он же убежище получил на основании этих показаний, едино вождена Божь. И психически нестабильный будет. Это видно, что его подвергли какому-то стрессу. Мы все родом из детства, Тесла. Это идет оттуда. Гинсхел, да? Не знаю, но справедливость согласия и палилу еще и исламе, салам хаунса и в общем, возможно, что реально нохчи валя, нохчи хум тяхил виш ворки. И ненавидеть тех, кто с ним что-то там сделал. Но никак не людей, которые безбожник, атеищи, гуни Шан гажмиш яттырю, иди тох, вожди шун бош. Представь, человек, которому эти небезбожники ничего не сделали плохого, вот эти шведские атеисты или финские атеисты его пригрели, накормили, дали медицинскую помощь, убежище и защиту от братьев мусульман, которые его пытали. И после этого он он же там невероятное идет противоречие самому себе. Цанохчи поговорки, верах латцавя харик цанах лятта бурса. Цахомом кто-то помнит? Я помню, что смысл был такой, чего-то сильного он побоялся и нашел что-то послабее. Горах латцавя, нюрах лятта бурса. Да, вот, иду. Ты как-то перевернул. Кстати, он лучше звучал бы, действительно, Гоурах латтаца вахвирах латтаальч. Звучит получше. Да, корректно. Вир может конкретно дать ногой. Судью может, что он виру цингштюха. Или года 3 мне было тогда. Ты себя помнишь с 3 лет? Тесла. Да, моменты помню. Ну, если тебе звезданет копытом и шаг, то ты очень хорошо его запомнишь. Даже в 3 года. Может, это был Бурак? Да, Бурак. И с тех пор у тебя мировоззрение поменялось, Тесла. Не, это был вирак моей бабушки.
Таган, эцканто губагар хайшин, и чуви инаргвацар, который тут права диктовал, что что в Коране описан полет, космический полет Гагарина. Кстати, Гагарин не летал в космос. Я в этом почти что убедился уже. Это явно был этот фейк. Поэтому его и грохнули, что он в Вахавиях не рассказал Да. это где-то. Да, точно ты угадала. Его, кстати, с ним же еще кто-то был, возможно, тоже знал, был поставлен в известность. Серегин Богш, полковник Серегин. А какая судьба была у Серегина? Они вместе. Его забодал комар? Этот настоящий приземлился в Китае, плохо себя очень чувствовал, китайцы его якобы 1,5 недели держали, не отдавали. Так говорит, виршу срочно американец запустить. То есть они же там разминулись буквально на несколько недель. То есть русские, потом американцы. Так, им надо было срочно это делать. Они срочно запульнули от этого другого русского, имя которого мы, не знаю, в архивах КГБ только, наверное, присутствует. Срочно запустили его, он промахнулся, потому что там система эта не очень точная была. Казахстан, Китай и границу Хамы. Он попал к этим китайцам, те его не отдавали какое-то время. Несмотря уже Дауд аль-Махилли, по-моему, Мао Цзэдун, не Советский Союз. И что делать, короче? Вот они схватили этого Гагарина, там, и был фотогеничный, русский парень такой, короче, с внешностью кинозвезды. И он сидит и рассказывает про свой первый полет. И рассказах он сразу, что он не был нигде. Во-первых, у него нету никаких фотографий. То есть, если ты запускаешь космос, первое, что ты будешь делать, это там будет много фотоаппаратов, он будет фотографировать оттуда Землю. Он еще во время войны, немцы запускали вот это ракеты свои жидкостные и снимали оттуда с космоса Землю. Границы космоса, кстати, пересекали. А этот Гагарин ничего не снял, ни одной фотографии, ни снимки, ничего нету. То есть, и он на этом брифинге журналистам рассказывает, что я пел песню, ел борщ, напевал борщ. Бред несет. Сразу же невесомость, и почти неделю эти космонавты адаптируются, тренированные борщ. Этот какой-то борщ, песню, то есть нес бред натурально. То есть ему удут штатов. Тесла, но они не знают же вот эту, так как они книги не читают, в интернете только читают, видно, свои эти сказки. Они не знают про этого Милвари Кусто, который на дне океана услышал это Гуяр и Молкаикар. Потом кто еще? Да. Потом еще же была одна история. Азан на Луне как услышал. На Луне услышал Армстронг. Да, Армстронг. Кусто отвечал за несмешивание двух морей. Кусто, Калипсо, был француз-врач, который мусульманин был. Типа, короче, и он они увидели, что моря не смешиваются, что океанские экспедиции, исследования. И вот в Коране это давно написано «Эль-Бар», отворачивается, и, короче, Кусто, услышав это, принял ислам. Вот этой придуманной ложью брошюрки кучу нашего народа обманули, кстати. Причем они же приписывают это тем, кто умер, кто не может ответить. Это тоже у них трюк такой колоссальный. Да, короче, возможность. Армстронга Мавелля уже. А ты докажи, что не говорил. А ты что, докажи, что Азан не слышал. Дмитрий, добрый вечер. Мне очень понравилось, когда вы говорили про как какой-то
зачитал вот эту, что спасибо вам за то, что вы распространяете нашу религию. Приветствую, Заза. Да я не религию распространяю, я не распространитель. Нет, не вы. Вот то, что вы рассказывали, что на каком-то там приватном собрании где-то Ну да, кто-то да, это было. поблагодарил, кто-то Ага. поблагодарил за то, что христиане и мусульмане делают за них работу, в общем, миссионерскую. Ну это иудеи, это иудейское выступление было одного иудея, и он там это все вот так вот рассказал. Там у них целое движение это направлено, то есть он же сам говорит, что они работают в этом направлении. Ну это, конечно, какое-то ответвление, какая-то часть иудеев, это не все так иудеи думают. Ну вот, но какая-то часть однозначно об этом работают и работают в этом направлении. Вот. И то, что было сказано по поводу христианства и ислама, то исторически, в принципе, это действительно верно. То, что сказано в этом. Ахбайтен. Я natürlich. Кстати, один это озвучил, а все они так думают, поэтому мне эта мысль, то, что вы это сказали, как бы отозвалось. Они именно, каждый из них так думает. Я бы не сказал, что все так думают, все так убеждены. Я знаком с евреями, которые... это евреи сефарды, сефардского толка. Они так не думают. Это скорее вот такое направление именно ашкеназского толка. У сефардов у них своя культура, она там очень сильно радикально отличается от культуры ашкеназов. Вот. И не сказал бы, что, вероятно, там и в сефардском движении есть эти направления, такие вот радикальные. Вот. Но тех сефардов, которых я знал, лично общался с ними спрашивал, то есть именно чем они дышат, чем они живут, такого нету. Но я уже там где-то уже говорил по поводу того, что откуда берется этот радикализм в их сознании. Это, во-первых, больные люди, генетически больные люди, вот именно ашкеназская ветвь, сбой хромосом, митохондрии, там у них очень много именно митохондриальные заболевания, то есть энергия человека в клетках распределена не так, и в мозг там что-то не поступает, естественно, и вот какие-то сбои, почему они так себя на самом деле и ведут. Вот что я могу сказать по поводу этого народа, именно вот этой ветви, которая продвигает вот подобные идеи. Вы еще рассказывали, я помню, про то, что от частых поклонов там что-то случается в этой пустой голове, где мозг и так малюсенький, нельзя болтать головой, а они еще 5 раз в день, сколько раз за эти 5 раз нагинаются, стукаются башкой. Да. Это, что на нейрологическом уровне все это дело работает. И то же самое у христиан. Вот у христиан там 4 молитвы в день. Тоже там надо с поклонами, с земными поклонами. Вот в исламе тоже там 5 раз нужно поклониться, там что-то сделать. А у иудаизме они там постоянно шатаются. Вот это. Вот сам тфилин надевают свой, вот эту вот коробочку на голову, там что-то там читают постоянно. Какой-то такой зомб постоянного какого-то состояния, вот такого сознания. Естественно, это отражается. Плюс генетические болезни. А генетические болезни связаны, это кровосмешение. Там же очень нельзя сказать, потому что кто такие евреи? Евреи это вообще такая непонятная какая-то, европейские евреи, если говорить о европейских евреях. Вот. Да, действительно, туда были волны из Испании ашкеназов. Не ашкеназов, а сефардов были во Франции. Потом же это все пошло расселение, потом принятие иудаизма, это где-то 15, 16, 17 века. Принятие иудаизма, там каких-то своих последователей, каких-то там вот этих групп различных, то есть это смесь, этническая смесь на самом деле. Но эта этническая смесь сложилась таким образом, что они
получились генетические болезни получили, передалась генетическая болезнь. При этом по матери она передается, что они считают на самом деле своей собственной нацией, вот, потому что они берут анализ ДНК и анализ ДНК по митохондриальной ДНК. И именно вот по каким-то там маркерам в митохондриях они определяют именно принадлежность. Ну, вот, а это на самом деле не принадлежность, а болезнь. Та, которая вот я там давал ссылки по поводу этих заболеваний, которые у них распространены. Там кошмарные заболевания, на самом деле, страшные, вот эти генетические. То есть, больные люди, реально больные люди. Кстати, касательно того, что у них как бы матриархат по материнской линии же идет. В исламе, когда человек умирает, его призывают к ответу, его вызывают не по имени отца, а по имени матери. Как бы ты такой-то сын Марии. Бенаки. Вы об этом не слышали? Нет, исламских традиций я не изучал, не знаю вот таких вот. Я пока что просто по принципиальным общим канонам прохожу и истории формирования того же самого ислама, как это все получалось, что там написано, не написано, 38, я узнал, что вот оказывается 38 версий Корана существует. Ну, потом вот эти вот разногласия в написании Корана, там 93 тысячи, оказывается, разногласий в написании Корана, хотя в Коране написано, что это книги неизменны. Ну, там истории какие-то, там коза какие-то рукописи съела. Ну, такие смешные моменты, конечно, есть. Но я вот так вот глубоко я не копался в этом вопросе, чтобы однозначно сказать. О христианстве я могу говорить о христианстве, что там такое случилось с ними. Вот. Ну, иудаизм немножко интересовался, потому что первый исток все-таки это иудаизм как таковой. Исторический же вопрос, вот в соседней группе там был поднят вопрос по поводу Рюриковича. Я не понял, о чем ролик, потому что ролик весь на чеченском языке. Я могу поделиться тем знанием, которое я анализировал, смотрел, потому что вот те истории, московитские истории с Рюриком, там, что он пришел, там еще что-то, летопись этих временных лет, там то, что написано, то, на что ссылаются вот эти академики московитские, вот, ну, там по швам оно у них тоже трещит. Историческая персона, которая подходит под это описание и жила именно в те самые примерно времена, это Рерик Ютландский. Его называли еще язва христианства. Он там несколько раз христианство принимал, потом, там из-за своих соображений, принимал христианство, потом внедрялся там куда-то, и потом что-то там делал, уходил, там войска какие-то приходили у него. Он там с венедами общался, а это как раз из тех краев, с территории Гордорики. И вероятно, я не утверждаю это, вероятно, он и был, кто первый приплыл на Ладогу. Вот что я знаю по поводу этой истории. Хорошо. Лично оно чувак Бог вас. Просто Бог вас. Кучу ханцевери писюк. Да, цемета, кенек губа аркус уахай, как раз. Вообще. Представь, да, хуза и палчи Христос. Вот с уконом, короче, полностью мох вырван, что сквозняк. Юко гаюеш там, СМС, что там хакуеш, шныряешь, за кулисами. Сахум эла, что ж, эла, сам, короче, ще доллар в 21 веке, впервые в 20 веке, кифиш, джихад, пайкан, и пятк счастью, что ось, сверкать, да, шкеда, пекш. Иисус Христос, волчек, да будет был. Какая, да, камел, да, ну, кузаться, не целым тяхтуаш. Ше эмир, ше, короче, да, чьи-то руа и егуш.
غير إني يشليلو يعمل له вообще твоя жемачка цехельбол كدينا يوقو تمر خانف وها غير будулакец هو одинадат уж таешь действительно вообще ларкаец он шпиецак да индол дунен халла отцул достойный поступок и стимерханцина еще любой цивилизованный мир одобряет это дело. Там девушку, которую они мучили, потом не получил никакого наказания и не ушел от ответственности. Да, это антизаконно, противозаконно, это все понятно, но это методы привлечения к ответственности, единственный метод, который мог бы работать с русней в Русне. А тут ни с того и сего будулайчество какое-то. Мухарду, я не знаю, если это то же самое, что какого-то Чикатилу с его жертвой, которую он изнасиловал, ребенок, потом труп его там расчленил, куда-то выкинул, как бы полностью пытаться это сравнить и преподнести это, как будто бы одно соответствует вот этому другому. Вообще разные противоречащие вещи. Буданов – это Абдуллак Анзоров, а Тимирхан – это именно Пати, которого также подло убили. Тимирхана подло убили, Тимирханова в тюрьме. Загнобили вот эти руснявые ублюдки. И также Пати убили вообще подло со стены абсолютно ни за что. Вот эти вот два убийца Тимирханова, скажем так, и убийца вот этого Пати, и Пупкари, короче, вот Стюрмачур и Тимирханов, и Кешенбек, был что. И Пати, короче, и Хуи, и Анзоров, и вот эти вот равны. Ищут я сравнение, я вижу. И всему миру ищут дагайте сравнение. Но тут что происходит? Чеченцы бесплатно занимаются тем, что сами против себя пропагандируют то, что они, их герой это какой-то Чикатило. И его сами бесплатно пытаются сравнить, сопоставить с его с жертвой вот этого Чикатило, да, которого он изнасиловал. Гори Цатеру. И это герой, и это такой же герой. Представляете? И все это происходит бесплатно. Ищет, короче, и деятельность, ну какая. Чем вы хотите жить. Да? Ищет из этой оперы, да. И чуєчо, и нарратив, сейчас не один, мы за пророка, не один. Дайно, пророк, оранж, что бехлуш, хуй неждик, что бехлуш, да, оранж. Церях туалетна бумага, лелю, лайскашин, пикнут, нет, сер президентом. Я цуалайскашин, там пикнут, я сагела, одинечо, митчанайла. Ел человек даже царюха просто психологически отцов чуделенду, одраескашин, пикнут да царюха, инсинт юши и будулах из Аллаха. Одраескашин от Путина пикнут дир, да, цацу. Ща юшхаль, от скепар психологически и страх видеть, одраескашин.
и Твиллер, и просто Индермлукус. Но при всем при этом Одуненка Мелволчун, да, Быковатдеш, что Мэрал, да, что, короче, одесский. Ох, кефиш, мы хотим больше умереть, чем вы хотите жить, Боже. Ихум Эльч. И позже Европе, чем даже пробовал свеж, ну, Битташон, Дмитрий. Да. Хармат, я хотел поинтересоваться у тебя. Представить люди, старейшины, старые люди из вашего народа рассказывали такое мне, что на самом деле вся и Библия, и Тора, и, соответственно, и Коран, вообще это все было переписано, искажено, но забрано изначально у нахов. Что свидетельство тому и имена, вот уже я говорил, там Мелхиседек, да, Мелхиседек, и очень много доказательств вот таких вот, и плюс доказательства какие-то приводятся территориальные, и что изначально, вплоть до того, что шумеры, да, Шем-Ари, там Анунахи, да, Ан небо, Нахи, небесные Нахи, там, понятно, вот такие вот ходят, рассказы, история. И что изначально, вот то, что называется и Тора, и Библия, и Коран, это изначально, было написано, во-первых, на вашем языке, и что изначально все вот те вот территории, там, Месопотамии, там все, заселялись, нашей расой, грубо говоря. Что ты скажешь по этому поводу? Это незнание, на самом деле, истории, скажем так, из-за невежества в этом вопросе, потому что вот эта привязка, натягивание совы на глобус с этими сказками, это, объясняется очень легко и просто, если покопаться чуть-чуть в материалах академических и неакадемических. Шумеры это, во-первых, никакого отношения к семитам не имеет, откуда и вся эта Коран, Тора, все это идет. Помимо того, что вот эти некоторые семитские племена мигрировали в Шумерию. Шумерия в итоге пала, и на территории этой основали новую, скажем так, семитскоязычную империю или государство Аккад. Так, будучи в культурном обмене, они просто не могли не взаимствовать у шумер какие-то слова, которые от этих шумер хуриты, являющиеся родственными шумерам и полностью не имеющие, точнее, никакого отношения к семитам и не являющиеся семитоязычными, мигрировавшие на Кавказ, принесли это языковое, скажем так, которые, вот эти совпадения, которые находятся именно вот этих семитских сказках. Абсолютно нахская культура – это полностью индоевропейская культура. И сами обычаи, и уважение к женщине, ее возвеличивание, сами традиции, человечность, скажем так, честь, совесть и так далее. Все эти понятия, они не имеют отношения. Но, возможно, может быть, если через веру как-то, если попытаться создать свою какую-то версию истинной веры, то можно сказать, что истоки
у семитских верований и нахских верований идут от одного корня, но впоследствии были искажены и разделились на два лагеря, изначально будучи едиными. Это можно сказать, если уже идти к вере какой-то. Но то, что вот эти сказки вышли из нахского чего-то, ну там хотя бы была бы какая-то честь, совесть, я не знаю, что-то святое. А что святого в этих сказках, чтобы пытаться их приписать к нахам? Если культурно, генетически, лингвистически это полностью, скажем так, противоположные лагеря. И наследие это совпадения эти языковые, они лишь объяснены полностью лингвистически, генетически, археологически вот этим хуритским наследием, которые перебрались на Кавказ, смешавшись с местными индоевропейцами, совершили этногенез нахских племен. Это то, что подтверждено, и Хасан Бакаев по этому поводу писал материалы. То есть это все согласовано, подтверждено, подтверждается. Не вижу смысла этих людей, помимо того, их действий, помимо того, что они просто-напросто, им просто неохота смотреть документы, копаться в документах, и они это просто так, это там у нас, у них, у нас одно, они украли, это туда-сюда, и все как бы. Но это лишь поверхностный взгляд, абсолютно ничего за собой не имеющий. Шумеры, это, как мы знаем, многобожники, и нахи многобожники, язычники. Какое они отношение имеют к монотеизму, не совсем понятно. И где они это выкопали, что они могут предъявить, кроме вот этих лингвистических связей с семитским, совпадений с семитским языком, которые давным-давно объяснены и разложены. Что там еще? Ничего абсолютно. Некоторые слова нахские просто имеют какую-то связь или параллель с семитскими словами. Что они, что к ним перешло, естественно, от первичных. То есть тех, кто были до них. А это шумеры. Шумеры же не могли взять у них. Наоборот, потому что они были раньше, у них вся цивилизация была, наука была. Это как сейчас, если англичане возьмут какое-то, не знаю, чеченское слово. В науке будет там фигурировать чеченские слова. Культурный продукт сегодня как бы создает Англия, а не чеченцы. И, соответственно, чеченцы берут продукт, потребляют его, и, соответственно, и названия, и слова тоже заимствуются. Ну, я именно это и имел в виду, то есть сама шумерская культура как таковая, это нахская культура. Да, я читал какие-то заметки по этому поводу, но там и из этого следует как бы вот эти вот предположения, да, что все учения, вот такие моральные учения, высокоморальные учения, которые прослеживаются во всех религиях авраамических, там же есть моральная какая-то мораль. Понятно, она полностью переписанная семитами. Но что все это заимствовано именно из шумерского наследия, то есть нахского наследия, если так говорить. В том числе и заимствованные языки. Вот это, и что все, то, что называют, все пророки, они все приписаны семитами себе, они себе приписали каждого пророка.
Но вот хотя пророки были абсолютно не семитского происхождения, это были все, ну, нахи, да. Вот такие, вот об этом я говорил, что и вся история в таком контексте, именно как академическая история, вот эта, которая притягивает все это дело, семитские племена к истинной истории, ну, вот все вот эти академики, разобраться в этой лжи, которая внесена в истинную историю, очень сложно. Но есть абсолютно четкие определенные линии и доказательства, вот как ты и говоришь, академические, тоже с академической стороны. Вот отсюда и возник вопрос, что все, ну, вот пророки, да, то, что вот в исламе называют пророки, они были все белые люди, а интерпретация всего этого была так же, вот как с Иисусом Христом, да, аполлонитянская история Аполлонитянского, смешанная там с каким-то преступником, там, Иешуа его звали, Иисус, не знаю. Тоже это история самого христианства. Так же, как вот по поводу язычества, мне очень режет слух слово язычество, потому что это же ярлык, это поставили штамп. Просто христиане взяли на Никейском соборе и поставили штамп на все верования всех народов. Всех, не только а вообще всех. И там включены и индейцы, и греки, и, ну не греки, эллины, да, ну это Эллада, да, это другой уже вопрос, именно культуры. Сейчас посмотрим сейчас на греков и посмотрим на греков, которые жили тогда, на эллинов, истинно. Но это другой вопрос глубокий. Но в том, что этим, прикрываясь этим ярлыком, язычники, они творили вот то, что творили, даже десятки миллионов жертв, разрушенных судеб, уничтоженные народы и порабощенные души, миллиарды. Потому что вот язычники их же обращали в христианство сначала, ну а потом и в ислам то же самое, такой же ярлык кафир, как я понимаю. Это все из этой серии прозелитизма, вот то, что я называю. Поэтому вот слово язычество, когда говорят язычество, мне очень режет этот слух, потому что когда говорят язычник, да, то есть это как будто штамп. И если я называю себя язычником, я как бы соглашаюсь с этим штампом, да, а соглашаясь с этим штампом, вот этим ярлыком на меня повешенным, я волей-неволей приобщаюсь вот к тому, что они творили. Вот моя позиция. Да, я это прекрасно понимаю, но как бы я это так не воспринимаю, потому что мне называться язычником, я считаю, это гордо. Вот посмотрев все это, скажем так, авраамизм вот этот, рассмотрев его, я горд, что я не имею отношения к нему и с гордостью согласен называться язычником. Ну, у меня такое отношение. А так я знаю, что это лейбл и все такое, в общем. Пеган, какой-то на своем языке разговаривающий, какой-то непонятный язычник, короче. Держится корней, там, дикий, варвар, короче. А мы все такие тут умные, нарядились вот этих ассирийско-шумерские вот эти одеяния древних божеств. И мы такие сейчас все очень умные, короче. Латиницу распространяем. Космополитизмом занимаемся. Антибожественным. Ну, да, как раз по поводу этого вот вопрос и встал. По поводу того, что такое язычество в принципе, то есть камни, да, то есть поклонение камням. Вот, ну и камни поклоняются или идолам, поклоняться идолам. То есть поклонение камню. Кто поклоняется камню? Ну, это же Мекка, камень, ислам. То есть, ну, значит, это и есть язычество, если поклонение камням.
Ислам – это язычество в таком контексте, как они, вот по той логике. На самом деле, вот этот лейбл, который они прикрепили, на самом деле, они же сами, также вот христианство, идол, ну что это, крест, мертвец на нем. И вот они поклоняются. Иудаизм тоже многобожие, самое настоящее. Там в начале Ветхом Завете там стал среди богов, сонме богов, обратился к ним, несправедливо вы судите, а змей искушал Адама в Эдеме, говоря ему, съешь плод и станешь как боги, одним из богов. Да, именно так. Так же, как в том же самом христианстве, это же потом вот это многобожие, оно же вылилось вот в эти лики святых, которые они там рисуют тоже, поклоняются и собирают их останки, там, кости, куски мяса, расчленяя, выкапывая. Сначала же это надо выкопать, а потом разрезать это мясо, да, вот, конечности, а потом и им поклоняться. Это же, что это такое? Как язычество, поэтому сам термин, сам по себе термин, который в мире, вообще во всем мире привился, они на самом деле отталкивались от своих вот этих вот устремлений, так мягко говоря. Это же все, я это рассматриваю вообще с позиции чиндала, да, и культуры чиндалов, неприкасаемой Индии. То есть я нашел аналог, какой-то аналог вот тому, что они творят там, вот Акхори. Ну да, там чиндалы, они различаются, там у них разные направления есть. Тут есть Акхори такие, они там тоже с трупами все время, что-то такие сожжения, там едят эти трупы. Но даже их психология, вот психология Акхори, их можно понять в том контексте, который они преподносят вот свои действия. Вот эти они там уходят в другие миры какие-то там, преодоление этого жизнь-смерть, там, что есть смерть, вот, что есть жизнь, вот граница. То есть, и философии их еще можно понять. Но вот эту философию, которая взяла атрибуты вот аналогичных жутких культов, типа культов Акхори, они в христианстве нету вот этой философии. Там есть только философия страха. Почему? Это просто запугивание населения, масс. Потому что вот если вы не будете там молиться, креститься, поклоняться рабами Божьими, то вот вас ждет кара небесная, ад и вечные муки и смерть. Каноны их вот обо всем этом гласят. Вот. Как я понимаю, то же самое именно на страхе, но без вот таких вот атрибутов смерти, как в христианстве, потому что христианство все пронизано атрибутами смерти. А в исламе таких атрибутов смерти я не наблюдаю. Вот, там другое. Но тоже есть постоянный страх. Там Аллах покарает, Аллах там это. То есть привитие каких-то норм, вот этих догматических норм религиозных через воздействие на человеческие инстинкты страха. Это сильное влияние, оказывается. Вот. И по атрибутам, по всем атрибутам, язычество как таковое, вот что названо, они отвечают полностью тем атрибутам, которые сами же определили как язычество. Абу Маймун может подтвердить или прокомментировать сказанное? На аватаре Хастов брату. По-моему, Пармат, ты здесь? Да. Tradition from Gladiolauch. Atlieks din dienas. Ja, Tajim.
Omjuyeshe kuchal. Likest napkeuze door een mertje van elk. Abu Maimun, мой брат твой. Духом был Абу Маймун, что в преданиях. Стрела начал с либерального салафиста и закончил стандартным классическим будулаком. Но они, видишь, подгинаются под каждое. Вот что ты скажешь под этот. Сам хуш, да? Абсолютно никаких знаний. Просто лишь бы болтать, лишь бы вот эти шумы наводить и все. Я хотел бы по поводу единобожия сказать, что вот они называют себя единобожниками, а то, что многобожники. Я вот хотел зачитать из наших традиций, нашей культуры текст. Это старшая Эдда прорицания Вельвы, где четко говорит, однозначно упоминание единобожия. Да. Чертог она видит, солнце чудесней. На Гимле стоит он, сияя золотом. Там будут жить дружины верные, вечное счастье там суждено им. Не сходит тогда мира владыка, правящий всем властелин могучий. Кто это мировладыка, правящий всем, властелин в контексте? Чертог, Гимль, да, вот в нашей, рай, да, у них там тоже ад-рай. Но это из нашей традиции. Мировладыка, правящий всем, властелин могучий, творец, создатель. Один, а не много. Много – это предки, память предков. Да, действительно, называли богами людей. Целый народ богами назывался, готты. Все они боги, да? Это же. А единобожие прослеживается во всех религиях. Религиях, верованиях. Если индуизм взять, там вот есть определенное направление чисто брахман, да, один брахман, единичный, да. Там зороастризм, там она монотеизм, не монотеизм, а там дуализм был. Но все равно, есть эти учения, именно монотеистические учения до появления всяких там авраамизмов в народах. Вот что я хотел добавить по поводу единобожия. Ибраим, Абу Маймун занят, говорят, сейчас книгу пишет одну. А он говорящий. Он только арабский понимает. Как как Челентано. Спеть надо, может. Да, иди, я шухаю, что это. Буду его потасов чеша, может, Конституция? Конституция нам инвалиди. Представьте, видео шук. Один вы говорите, хиджаб это никаб, это арабская одежда. Оли ухуль, один цааш пакет, что хаяш, говорит, это Европа 16 век, видео шук. Самому я вообще, какие камеры в 16 веке.
და დაიაზინას და წეწეჰილდათ არიათ ბოს ყოველ საგუო и прокуренный мозги щелот пропаганж ну хабос пропагандистчик короче он дует хотя бы проверять не информация. А вы опровергните это, и тогда будет более правильно. Там есть мысль, что на арабов пустыни не будут теперь ориентироваться заблудшие души из других народов, ну, скажем, чеченки. Что опровергнут Баас? Фейки? Никогда в Европе женщины не носили эту одежду. Что мне опровергнуть? Покажи мне академический документ или историческое описание, что такое носили в Европе. У каждого европейского народа есть своя национальная одежда, а это черный пакет рабынь. Настолько взрослый человек и совершенно безграмотный. Та датский национальный одежда и старый сурч, те культурные, ущает анас юх, кельч байт анас дат свой нохчиш сон мэря йолчуа, йолакхи мэря ягазйолчуа, касинкили йолшалатер. И сорчтает анас свой Лукас де Херебош 1575 года картинч. Ирландж описывает. Так, кельты носили, как чеченки, дева, косынку, а замужняя платок. Ты сидишь и пропагандируешь арабщину, хотя сам взрослый и прекрасно помнишь еще не исчезнувшие чеченские традиции. Наши женщины – воины. И как ты их представляешь в этом пакете воинами? Перед смертью хотя бы иди предкам с поднятой головой. Скажи правду этим твоим слушателям с прокуренными мозгами, как есть. Очисти свою честь и честь наших предков. Почитай Китабуль Футу исламского историка IX века о завоевании Кавказа и прочитай, как они описывают убийство наших предков и изнасилование наших женщин. Незнание закона не освобождает от ответственности. Эта правда все равно выходит наружу. Вы должны были заниматься очищением своего имени. Вместо этого вы хороните свою репутацию и честь наших предков. دجال حقوق شوي على خاطر دجال حقوق شوي على خاطر بس سكرين شوت ضيعوا هاتهم شو تساتهم دجال حقوق شوفوا شو تنهاي Яйца işte. Yok. Havaya şu baba. Ha, okçu poğuşsunuz. Та полный, аяч пакет, что-то. Хуется хат видео, я ЕГЭ, короче, 16 век видео и было. Ай, просто. خلتي دائما ايش تخلتي امنيزية اوتنا قالوش خاينا اوتنا ده بيس بامت عوضة وشتاق قبلش يوتيتني هودتيش دائما خليه Парма, там Самое же главное, люди рассчитано, поверят. там рассчитано на то, что вопросы задавать нельзя. Зачем ты задаешь вопросы про камеру? Вот в чем дело. Я уверен, что Свикцу, я говорю, حمله خيطات стопируется, а я здесь много гадать, что связи нас. Первый-то отвечает, да урти полностью. На факт шмялик, там что-то, блок тут воли, да. Ах, ты воли сразу, свободни, а умело хочешь, не закамелоли. А ты им говоришь, чей адрес, хадаит, я вам свою маску с автографом пришлю. И все. Там самое главное, подписчики верят, просмотры идут, остальное неважно. Подписчики-то отдрессированы, чтобы не задавать вопросы. Да, уже с детства, короче, подготовлен, дрессирован, а он идет. Да, там если кто-то скажет из таких вот
знающих в кавычках людей сразу же верят автоматом. 21 век, но интернетом пользуется только ради одного. Вот что хожа чаще, раздаю ешунчу комнат. Практическое молчание остального мира в отношении убийства чеченского народа с 1994 года у всех чеченцев вызвало ощущение того, что остальной мир беззаботно отдал весь наш народ на откуп Русской империи. Но это не стало достаточным кормом для этого даджаля. Он стал требовать все больше и больше себе и сам не остановится. Даджал Россия Войско, юмта бохту. войско Исы, алейхиссалам, дописать там есть. Це бор тудин бибарт, я мать, о, тан ао тоушбали, я удал. Жидада, алон бут я. Тебе большой шунк, короче, цар. За счет тума и юхуза, скинуться, дина, что, давай, бисмилля. Я без там площадки-то, агула бин, по $100 за должность, что надо. 100 там, по 1000, не знаю, полностью башта бин. Цажама атин, короче, цана. Пакистане, да, чего вы сейчас дашь? Харвард хотел задать вопрос такой глобальный. А что происходит в мире? Глобализация. Что под ней стоит? Что под ней кроется? Куфр. Что это? Что это такое куфр? Я не понял. Куфар это от слова кафир, типа неверующий, неверный. Куфар это неверие, типа. Да, один этот рог Даджаля уже, говорят, появился, и что-то здесь неладное, подозрительное происходит. Ну, вопрос слишком глобальный, не для того времени в поясе, где я нахожусь временном. В поясе чего, Ориона или как там? Вот, в часовом поясе, где я нахожусь. Слишком большой вопрос. Кстати, куда Даджал пропал? Самое, короче, время выходить в люд. Куда он делся? Рано еще. По-моему, это затише перед такой мощной движухой. Еще ислам не захватил Европу. А куда они от Даджаля убегут дальше? А когда Европу они захватят дальше от Даджаля, куда они убегать будут? Интересно. Сейчас-то они в Европу Новую Зеландию. бегут. А там-то то же самое. Сейчас то же самое, там тоже захватывают. Все захватывают, куда дальше будут убегать? В Аргентину, наверное, да. С Гитлером встретиться. Кстати, как я слышал, богатые европейские люди в Африку переезжают.
Там себе города закрытые делают. Навряд ли сейчас что-то можно делать закрыто. Не, я имею в виду этот городочек такой сделают себе закрытого типа. Типа с заборчиками. Но это колониальные идеи, старые колониальные идеи. Понятно, но дело в том, что на мой мысль вслух по поводу моего вопроса, что творится в мире, что я думаю по этому поводу. А не творится ли это все, что мы сейчас наблюдаем, от глобализации до исламизации, до всего, как неким фильтром душ человеческих. Вот это такие мысли, душ и умов человеческих, чтобы осознанные пришли к осознанию, где они находятся. Это мысли вслух. А есть ли душа вообще? А как же? А благодаря чему мы живем? Чем мы дышим? Сложно сказать. Каких-то научных доказательств нет уже. Ну, есть кое-что. Есть и воспоминания людей, переживших смерть. Когда тело перестает функционировать, душа выходит и видит все, а потом видит свет. Ну, потом их возвращает. Ну, это же много доказательств. Вот клинических смертей. Ну, то есть, а что видит? Себя со стороны. А что видит? Свет. Душа, ну, можно назвать по-другому, я не знаю. Наша какая-то субстанция. Там еще какие-то научные были, что там измеряли человека, вес полностью измеряли, последнее издыхание человека измеряли, момент смерти. Ну вот, и что там даже какую-то физическую величину, там какие-то граммы нашли, что не достает. Но это я не знаю, это я под сомнение все такое ставлю. Ну вот, ну, изучают люди этот вопрос. Ну, я все-таки больше склоняюсь лично. Душа, смысл жизни – это как бы оттуда все. Все, что не имеет под собой основы, не было знакомо нормальным, скажем так, людям, которые там как в раю жили себе, там радовались жизни, природе, почитали природу вокруг. Жили и не тужили, а вдруг к ним пришли люди и, короче, вы типа не верите в Бога, вы, короче, варвары, вот вам душа, вот вам смысл жизни, вот вам, короче, счастливый конец и так далее, и что оттуда это все принесено. Я больше в этом плане скажу, опять же, язычник. Все есть Бог, и Бог есть во всем. Мы и есть души. Материальное, нематериальное, опять же, оттуда же, вытекающие из этой серии научные, вот эти Исааки, Эйнштейны, то же самое. Материальное, нематериальное. Что такое нематериальное и где оно? То есть, типа, есть существующее и есть то, чего не существует. В смысле, то, чего не существует, это просто тогда выходит термин просто придуманный, не имеющий под собой никакой основы. Я считаю, что все есть духовное, все есть дух вокруг. А то, чего нету, того нету. И все мы как бы часть этого одного общего божественного, скажем так. О весе души, если говорить, то это уже не душа. Это что-то материальное. Это вообще абсурд. Говорить в доказательствах.
Я тоже где-то видел, там что-то там измерили, что после смерти там несколько грамм. Так выходит, это материальное что-то ушло, а не душа, опять же. Это не является доказательством, а наоборот антидоказательство, по моему мнению, если говорить, что у души есть вес. Вес имеет только материальное же, правильно? Так как они это совмещают? Нематериальное ушло, а оказалось оно материальное и имеет вес. То есть это из той же абсурдной вот этой категории, мне кажется, вытекает все. Выдуманное все, усложненное все, чтобы стать посредниками, придумать жречество. Ну, свое чисто жречество закрытое. Не служа людям, а управляя людьми. Опять же, из той серии. Да, ты как раз озвучил именно мои сомнения по поводу этих экспериментов. Ну, как я и сказал, что под сомнение ставлю. Ну, вот я говорю, все равно люди пытаются что-то. А по поводу того, что все есть Бог и все есть это, ну, это же атман и анатман. Вот то, что вот озвучено там в ведической традиции. Вот, то есть есть такое понимание вопроса. Вот в мире было это понимание вопроса. Вот, откуда оно появилось, от кого? Понятно, что это все искажено там, в индуизме, кошмар, что творится. Да, это как бы истоки. Вот насчет веры я говорил. Связь вот этого Нахского и вот этих авраамических традиций. Оно, если искажение говорить и превратить это в веру суфийскую, не исламскую суфийскую, а изначально как суфийскую, по корням индоевропейцев, если идти и веру о вере говорить, то это и есть вот это. И Индии тоже, они же не сами его придумали, а именно вот эти брахманы. То есть вот эти, которые через Сибирь прошли туда. И уже в конце настолько этих восприняли вот этих местных дебилами, что уже сделали себя богами. Что они все сотворили, что они являются богами. И жили себе, короче, там нормально в шоколаде. А как местные поверили в чудо, что они боги? Из-за чего? Что они им показали? Ну, я, скорее всего, склоняюсь по этим рельефам, по шумерским и всем этим источникам. Там везде изображается герой, побеждающий львов. А львов было тогда в этом... И сегодня их в Индии, они прямо людей там посреди города угоняют, короче, за голову, тащат к себе, короче, и кушают там. Скорее всего, там были, ну, смелые люди из Сибири, вот эти индоевропейцы, арийцы, скажем так. Термин сегодня как бы опорочен нацистской вот этой идеологией. Сегодня как бы вместо этого используют индоевропейцы. И через Сибирь вот эти огромные вот эти люди, короче, двухметровые, там охотники. Скорее всего, они прибыли туда, там жили вот эти испуганные, вот эти вечно испуганные, вот этих каких-то своих шатрах какие-то люди. Там. А эти, вероятно, я склоняюсь к тому, что они были победителями львов, что и стало традицией и символом власти лев у всех царей там. То же самое в Египте, прямо основание Египта насчитывается как 3500 лет до нашей эры начинается. И прямо к этому моменту датируется и шумерский нож, найденный там, где изображен Шумер
побеждающий сразу двух львов, что приводит к мысли и связывают с этим, что основание Египта именно положили мигранты из Шумерии. То есть они перебрались туда, нашли еще один хорошую территорию возле огромной реки и начали основывать там еще одну великую цивилизацию Египет. То есть там везде львы. И мне кажется, это именно... И даже есть фильм, где в Африке какой-то охотник, там были людоеды львы, в общем, их побеждают, короче. Я склоняюсь к этой версии, одним словом. Они победили там львов, охотились на них, не боялись их. То же самое Геракл, то же самое эти все древние греческие, все они побеждают львов. И там, наверное, еще сработал фактор, что они внешне отличались. Северные люди светлые, Да. пигмеи, коричневые пигмеи такие, дернишься, такие как палочки, наверное, вот такие. И нет И маленькие, да. Да, пигмеи. И такие великаны белые пришли и, естественно, с неба свалились как бы. Это можно добавить по поводу ария, да? Но если на санскрите перевод арий достойный. А если брать название, самоназвание, я уже говорил, самоназвание народа, то ариями, как арий, да, слово в слово, буква в букву, сначала назывался народ, он же проживал, на территории Анатолии. Потом после прихода к ним женщины Медеи, они переименовались медийцами. То есть это белая ветвь, которая была и в Индии, которая установила эту кастовую систему. Я считаю, что это ошибочно исторически было, потому что кастовая система привела потом в итоге и браминов, и кшатриев к ассимиляции с местным населением. Именно кастовая система. Несмотря на эти жесткие разграничения межкастовые, да, то вроде как бы эти ограничения были, но это была другая сторона одной медали. А как историческое последнее название народа как людей, это мы их знаем потом, после прихода царицы из Колхиды, Медеи. Из Колхиды она пришла, и переименовался весь народ. Хотя медийцы, у них не было матриархата, это было патриархальное общество, но это показатель, как раз культурный показатель отношения нашей расы к женщинам. Вот что я хотел дополнить по поводу вопроса об ариях. Да, ограничения кастовые у них установились там очень серьезные, но все-таки все равно они перемешались. В результате северные индусы, они чуть белые, там где это Айшварья Рай, эти все чуть белыми стали. А южные они как были такие, промежуточная раса между, скажем так, белыми и негроидами, по-моему, если не ошибаюсь, как-то она еще и называется. Дравиды. Да, дравиды. Кастовая система, почему я считаю, что это была ошибкой, ошибка ариев, то, что кастовая система подразумевала использование, порабощение, рабство. И эту ошибку допустило множество народов, именно рабовладение. Само рабовладение, принцип рабовладения, он разлагал общество, разные общества.
Несмотря на очень там толерантные отношения, это но сам принцип рабовладения, который был установлен вот и в Индии, и потом и в других народах бытовал, это была наша ошибка, что мы допустили подобное в нашу расу. Вот арабы правильно, не знаю, правильно или нет, поступили, как поступили, и являются самыми почетными людьми. И среди черных, в общем, они там их кастрировали, чтобы не размножались мусульмане Аравии. И поэтому там вообще нету черных арабов. Америке 300 лет там занимались этим рабовладением. Сейчас их, по-моему, большинство там черных американцев. Ну, саудиты, знаешь, кстати, чернокожие есть негроидные саудиты. В Ираке тоже есть, прям черные арабы, их мало, но они есть, именно негроидные. Да на Ирак, на Сирию, на эти территории им вообще плевать. Там прям Саудии, там, ну, я не знаю, там, и черного я, по-моему, один раз видел к вот этой арабской одежде, но больше никогда в Саудовской Аравии среди всех этих людей я вообще не видел черное лицо. А Ирак, вот это все они сами и не признают, я имею в виду именно в Арабии, в сердце вот этой империи мусульманской, арабской, они этого не разрешали и препятствовали размножению их. И постоянно тоже у них тоже какое-то вожделение к белой расе, постоянно где-то Мухаммеда, подмышка, белизна подмышек была видна, там он поднял вот это, белизна живота его, он был белолицем, белизна, везде повторяют это, короче. Мне интересно, почему эти чернокожие арабам ничего никогда не предъявляют? Постоянно в США что-то они там жалуются. Потому что мозгов не хватает у них. Вот их вот посадили на шею, вот они и играются. Они же сами Их этого не делают и не внимание управляют. очень искусно переключили, внимание их. Они еще ислам принимают ко всему этому. Дебилы. Ну, чернокожие, которые в американских тюрьмах сидят, они все мусульмане практически, потому что здесь, по-моему, 1960-е годы какой-то проповедник чернокожий был. Он очень много чернокожего населения в штат к исламу привел. Самое интересное, Кассиус Клей, Мухаммед Али, вроде бы образованный, да? А представь, насколько он дебилом, оказывается, оказался. Его журналист еще спрашивает, интервью он дает, там имя поменял он. Он говорит, Кассиус Клей это имя какого-то там чужого человека, он даже не знает, в честь кого его назвали. И говорит, там наши имена, наши Мухаммед Али. Я его там сделал. Оказывается, Кассиус Клей это человек, который свою жизнь положил рядом с Авраамом Линкольном, борясь против рабовладения. То есть у него несколько раз его ранили, покушений на него было. Есть история, как ему угрозили, короче, если он газета у него была специально пропагандистская против рабовладения. Если он не закроет, короче, ему что-то сделают и говорят, он взял вот этот, оружие, короче, и сел возле двери своей этой, газету, где он выпускал. И, короче, кто там хочет, давайте приходите и остановите меня. И в итоге его, короче, он еще в России был послом Авраама Линкольна. И в итоге его, короче, по-моему, убили. В честь него его отец назвал его Кассиус Клеем, а этот баран, не проверив даже, что за имя, в честь кого ему дали, взял имя двух рабовладельцев. Али и Мухаммед. Это самые, скажем так, расистские два рабовладельца.
Там абд в арабской традиции даже означает чернокожий. У них раб и чернокожий – это синонимы. Взял его имя. Вот теперь представь, какие умные он вещи говорил. Если даже он так невежественно поступил, представь остальных, насколько они невежественны. И они сами, им вообще плевать, рабы они, не рабы они. Вообще им просто пропагандируют каждый день вот эти левые, каждый день вот этот помойку им голову из всех утюгов, короче, рассказывают и ведут их, управляют ими. Хармат, а ты слышал версию, что Мухаммад Али принял ислам, чтобы не идти на войну во Вьетнам? Что вроде бы тогда считалось, что это религия очень такая миролюбивая. Мне моя религия не позволяет. Вот такое я слышала. Да, что-то слышал. Дэвид Вудбош, музыка, американец. Вот твои истории. Что умный Хэралдо, слышишь? Хотя христианин. Но это ваши чисто, я не знаю, короче. Но сейчас что Хэралдо, что исторический факт, короче, он есть. Твой вайл имел хадис, шумши, чернокожий раб Божий, приход тут, и Кассиус склеи полностью исторический газет, имел библиотеки, архив поднятуется, короче, и Кассиус клеймил шадыга. И что учится, я из Ансонис. По поводу рабов, если интересно, я могу рассказать одну историю. Я здесь общался с одним человеком из Гаити. Он негр, у него родня из Нигерии. И он оказался в Гаити. И там у них сообщество, негритянское сообщество, ну, они там буддизм проповедуют. Это, ну, вот мне интересно было изучить, ну, спросить у него, что это за религия буддизм, что они там такое. Вот. И он мне рассказал историю. Я спросил у него про историю, его историю вообще народа, его народа, нигерийцев. На Гаити в свое время, вот как раз на Гаити, туда пригнали, не помню кто, американцы или кто-то, ну, короче, пригнали туда рабов. И в частности там были жрецы Вуду, ну, вот каких-то там африканских племен. И когда их пригнали насильно, там, в кандалах, ну, как это было, вот, они собрались там, эти буддисты, и решили, что они проклянут этот мир. Ну, что они могут сделать? Ну, проклять. Вот они прокляли этот белый мир, они прокляли белый мир, и проклятие их звучало как: да будут ваши потомки, ну, правнуки, там, потомки, плясать под наши бубны. И вот я проанализировал это явление такое, но где-то, наверное, они были правы, проклиная таким образом, с одной стороны, а с другой стороны, посмотрите сейчас, что творится в мире. Ведь же действительно очень большая часть этого мира пляшет под негритянские бубны. Культура. Рэп, там, вот эти вот. Джаз сначала был, потом рэп вот этот вот, да, ну что это такое, барабаны. Это же чисто африканская культура. Ну вот я не договорил. Что само действие, вот, которое оправдывало, это же христиане оправдывали это. Сначала же они туда присылали миссионеров,
в народы Африки, которые проповедовали им христианство сначала, а потом они присылали туда армию и забирали рабов. Так как это было все под христианскими флагами, под флагами вот этого авраамического течения, то это духовный вопрос, духовный, религиозный вопрос. Во-первых, и духовный вопрос вот глобально планеты. И, соответственно, если было нарушено естество тех народов, африканских народов, вот этим действием, ну вот сейчас мир и получает, согласно вот их волеизъявлению, вот, под бубны плясать. Я вижу в этом духовную закономерность. Если что, вот эта левая партия Англии, лейбористы или лейболисты, не помню, хотят внести закон исламофобии. Говорят, это, ну, описывают, что исламофобия – это форма расизма. Сейчас зачитаю, в общем, как они говорят прямо на фоне этих протестов, в общем. В общем, левое правительство Великобритании планирует поменять в документах определение исламофобии на свое, но, по словам критиков, оно настолько расплывчатое, что британский закон будет действовать как кодекс исламского богохульства. Вот само определение. Исламофобия коренится в расизме и представляет собой тип расизма, нацеленный на выражение мусульманства или предполагаемое мусульманство. Оказывается, семиты – это раса. По сути, это означает, что любая критика ислама, мусульман, их действий, террора и преступлений и прочего будет считаться исламофобией. В итоге вместо решения проблемы лейбористы просто закрывают рот адекватным британцам. Мне кажется, там какая-то программа все-таки. По какой-то программе, по какому-то сценарию все это идет. И в какой-то момент к логическому концу подводят. То, интересно, они хотят сделать. Эту тактику Ну, они уже... пока... Ну, они пока... Вот эти европейцы пока спят, изнежились, ну, пользуются, все пользуются. Такова животная сущность наша пока что. Вот пользуются. Ты тупой или наивный, вот грех тебя не лохануть. Без лоха жизнь плоха. Вот это и делают везде, по всему миру. Мы сами в этом виноваты все. А что с этим делать-то? Ну, сначала просыпаться хотя бы. Смотреть, кого выбирают, что они делают, интересоваться, быть в теме, а не постоянно вот эта изнеженная жизнь, там гулянки, не гулянки, мода, не мода, Netflix и шметфликсы. Выйти на улицу и осмотреться, в каком городе он живет и что с ним, или его, короче, перемещают, телепортируют, или его страна, короче, превращается в другую страну. Раз людям на это как бы наплевать, то так это и будет происходить. Сначала этого надо не хотеть, прежде всего. Не одному, двум людям как бы. Ну, а в общем, если тут только мы, 10 человек умные, и все остальным как бы плевать,
то что мы будем делать? Ну, хорошо. Мидгард, значит, уже все, короче. Прошел Рагнарёк. Этот А зачем мы эксперимент тогда? уже прошел в Америке. Они такое сделали. Вот позитив подтвердит после пандемии, вот когда, помните, темнокожего полицейский задушил, убил, в общем, наркомана этого. А вот это специально, видно, жертвоприношение было к тому, чтобы посмотреть, пройдет это или нет. Полицию лишили всех прав. Они не имели права вообще даже что-то там, какое-то замечание сделать, даже преступникам. И параллельно с этим выпустили новшество, вошло новшество, вот параллельно с этим Black Lives Matters, черные жизни matters, в общем. И вышли такие наклейки, флаги, кепки, эти майки, футболки с таким флагом, американский флаг, черно-белый, синей полоской в поддержку полиции. Мы поддерживаем нашу полицию. И вот, видно, это было таким тестом. Люди стали разбирать вот эти флаги, кто поддерживает полицию. Это, видно, было сделано, чтобы знать, кто есть кто. Как общество разделилось, кто в поддержку полиции как бы против насилия, и те, кто... Ну, в общем, такая, мне кажется, это внегласное какой-то тестинг, который прошел у них. И вот в связи с тем, что много флагов появилось, вот именно в поддержку полиции, пожарников полоска красная, у полиции синяя на черно-белом американском флаге. Такой внегласный тест они провели здесь, не объявляя ничего, чтобы посмотреть, как среагирует народ. Ну и, естественно, как бы общество опять разделилось. Кто поддерживает преступность, тот не вешает эти флаги. В общем, те, кто посмелее, такие огромные флаги вывешивали, как на корабле, на домах вешали. Кто там наклейки на машину, кепки в поддержку полиции. Ну, наверное, кто-то за этим наблюдает. Позитив, ты как думаешь, ты слышишь меня? Вот эту ситуацию ты как видишь? Когда это здесь произошло, вот это Black Lives Matter пошло, здесь такие в магазинах эти плакатики продавали, стали вешать майки, печатать, кепки. Некоторые, белые перепугались здесь же, реально. Это известный факт, они пикнуть даже не могли. Они здесь черные беспредельничали по-крупному. И когда ты им говорил, например, они Black Lives Matter, то есть черная жизнь имеет значение, считается, да? Когда ты говорил White Lives Matter too, белая жизнь тоже считает, они тебя с потрохами Нет, сидят. все жизни важны. Вот против Да, них или даже все выступают. жизни, да, все жизни важны, да, им это очень не нравилось. Ну, тогда они побушевали, конечно, хорошо. Ну вот именно про полицию, вот это вот, как их, помнишь, сдерживали, они просто стояли и смотрели, как они там бушуют, как они обносят магазины. Они не имели права вообще движение сделать в сторону преступности. Ты помнишь это время? А здесь время от времени происходит. Ты помнишь, в Нью-Йорке в 99 году там полицейские одного черного этого гаитянина пристрелили, там 42 пули. Так там чуть пол Нью-Йорка не Я про разнесли. эту ситуацию говорю. В 99-м я еще не родилась. Я про эту А объясню. про Как ты это? видишь? Ну, это здесь вот эти все время от времени погромы случаются. Последний, может, помнишь, лет 10 назад Сант-Луис была бойня, там тоже Да, полицейские пожары, все пристрелили. такое. Да, пожары, все так. Там регулярную армию вели в этот городок, пригород Сант-Луис, они разбушевались там жестко. Да, было такое здесь. И жгли магазины, супермаркеты, и никто ничего не скажет там.
Они тогда в себя поверили сильно. Но именно в этот раз они произвели такой внегласный эксперимент, чтобы посмотреть, пройдет ли у них это или нет. Но люди как-то здесь белых все-таки больше, как бы они не множились, эти остальные все. И видно на улице, вот идешь, что много поддержки в полиции, и им обратно вернули их полномочия. Просто об этом не объявляли. Мне это показалось таким тестингом, чтобы уже все же идет отсюда, здесь испробуют на людях, на этих гамбургерах. И потом уже все идет туда, в Европу. Я думаю, у них не прокатит в Англии это, потому что там вообще беспределы творятся. Индусы, арабы там вообще англичан прижали к стенке. Лондонабад, как его называют, да. Да, здесь тоже в Северной Америке белые, они недолго будут большинством. Здесь страна через 20 лет будет на испанском языке разговаривать, здесь уже факт. Канада то же самое, в принципе, там. В Юте не будут. Там ККК штат. Да, Triple K, Юта, там мормоны. Да, там консервативное место. Они издают закон и смотрят на реакцию. Пройдет, не пройдет. Я не думаю, что. Пармат хунмухит. Счет Англии закон, ба? Да, да. Да, и Хица, короче, участник, он встал на митинге и громко кричит, громкоговоритель, короче, что и на Остватер англичанин, который поднял этих людей, что и, короче, мы будем их резать, Бож, отцу Палбич, отстывали, короче, и они его быстро, короче, типа, мы его уволили, все, короче, из всего, короче, он не от нас говорил, то сейчас Палбич не реал, короче, и движение Ирсайсон, ока, сгоит он и тебя. Поэтому на скорую руку и придумали закон, чтобы они забыли про этот инцидент. They are disgusting, nasty bastards, and we need to cull their fruits and get rid of them all. They are. Освободи Сахашмас. Короче, глубоко за сейчас. Перерезайте всем глотки. Цитата. Лейбористский политик призвал убивать протестующих англичан. Член Совета лейбористской партии Рики Джонс рассказал своим избирателям на митинге: «Добро пожаловать, беженцы! Уилл Темстоу как надо борется с протестами британцев». Цитата. «Они отвратительные нацистские фашисты, и нам нужно перерезать им всем глотки и избавиться от них». Слушатели поддержали призыв и вскоре начали скандировать лозунг «Свободу Палестине». Неожиданно, но в четверг полиция объявила, что арестовала политика. Лейбористская партия также отстранила его от должности советника. Скоро такие призывы станут нормой, когда мусульмане захватят политическую власть и начнут избавляться от белобританцев. А мы, европейцы, похоже, будем просто на это смотреть, ожидая своей очереди. Хармас, а ты Позже не... и на вас. Ага. Говори. Пхарно, ты не видишь связь
историческую связь, опять духовную связь, если говорить о духовном мире, в происшедшем, как Рагнарёк, там, это семья Англии, королевская семья Англии, она поступила неправильно во время Второй мировой войны. Они же ведут свой род от инглингов. Инглинги. Инглинги – родоначальник Один. Могила Одина находится на Оденсхолм, Осмусаар. Это территория Балтийского моря, Эстония, сейчас современная Эстония. Там находится могила, там есть, сейчас живет там человек, он, как называется, хранитель покоя Одина. На маяке, там маяк стоит, там он овцами занимается, овец туда приведено. Это все, сейчас эта территория защищена, она под ЮНЕСКО, что-то так, не помню, как это, международная организация протекции взяла этого острова. Но история, к чему история, в 1942 году, когда совки пришли, они заняли этот остров, они специально взяли и взорвали тот камень, который считался могилой Одина. Камень, на котором был погребальный костер. Почему на этом камне? Потому что этот камень, там он вплавленные куски метеорита. Там метеорит какой-то когда-то упал и там разлетелся. Там, какие-то куски метеорита. Просто памятное место, памятные глыбы. И на этой глыбе там полыхал костер, по всей видимости, когда тело сжигали. Этого вождя человека, величайшего человека в истории. От него идут уже потомки, инглинги. Совки сделали это. Взорвали этот камень в 1942 году, по-моему, 41 или 42. После этого Великобритания не вышла из войны, хотя королевская семья, королевское наследие, первый род был нарушен. Их так совершен акт такой. Вероятно, то, что происходит сейчас в Великобритании, связано каким-то образом с тем, что англичане тогда не пересмотрели свои союзнические отношения с Советским Союзом после этого акта. Также я отслеживаю такую связь, логическую связь, духовно-логическую связь, что это действие потом вызвало неоправданное действие в отношении Дрездена, тогда, когда просто сожгли весь город. Абсолютно необъяснимо, неоправданно. То есть это как реакция на то, что они уже неправы. Изначально были тогда, когда пропустили этот момент, королевская семья. Я задавал вопрос на сайте королевской семьи, этот вопрос королеве, она еще жива была. Мне там, у них же там придворные есть, они отвечают на вопросы. И мне одна из придворных ответила, что во всем этом виноват Черчилль. Но я не знаю. Да, совершенно верно. Но королевская семья внесет за ответственность за то, что за страну, грубо говоря. А это то, что сейчас с ними творится, не является ли это обраткой, мои размышления. Конечно, там не только им, там все будут выгребать. Это и есть, это вся ошибка. Конечно, там теперь все уже. Это историческая ошибка, она так просто не пройдет в любом случае. Это вся несправедливость. Она так даром не пройдет. Если они думают, что они от этого что-то выиграли, то пусть посмотрят на свои улицы сегодня. А за что этому англичанину режет голову этот чудик? За его позиция.
Томми, твои критики обвинили тебя в исламофобии и расизме. Исламофобия? Такого понятия нет. Я не расист, я презираю расизм. Ислам – это не раса. Ислам – это фашистская идеология насилия, которая маскируется под религию. Такие слова, как исламофобия, созданы абсолютными трусами, которые боятся вести истинное обсуждение проблемы, основных учений ислама и варвара, который его основал. Он был насильником, убийцей и грабителем. И люди, которые хотят облагородить Мухаммеда и верят, что он является моральным пасом мира, продолжают сейчас грабить, насиловать и убивать. Когда-то в Великобритании в 2016 году, вы прогуглите, было нападение на Рассел-сквер, и мусульманин пришел в свою мечеть и сказал, что он хочет убить не мусульман. Вы знаете, что сделали мусульмане в мечети? Они стали молиться за него. Они не сообщили о нем в полицию или службу безопасности. Они просто молились за него. Потом он ушел из мечети и в тот же день пошел и зарезал 7 человек на Рассел-сквер и кричал «Аллаху Акбар». Он сделал это и еще убил американского туриста. Нам же потом сказали, что это не имеет никакого отношения к терроризму или джихаду, хотя это было явно актом джихада и явно актом терроризма. А наши службы безопасности и наши СМИ лгали, потому что это то, что они продолжают сейчас делать. Они лгут и обманывают нас каждый день, когда происходит акт джихада или акт чистого ислама. Нам говорят, ислам – это религия мира. И это сейчас довольно назойливо, так как любой, кто изучал ислам и Мухаммеда, прекрасно знает, что это жестокая фашистская идеология, которая пропагандирует войну против немусульман, которая пропагандирует рабство немусульман и пропагандирует изнасилование немусульман. Мы устали от лжи. Тогда кто ваши сторонники, которые сейчас на улицах? Это не мои сторонники, это обычные люди. Все люди арестованы в Саутпорте, из Саутпорта. Простые люди сейчас на улицах деревень и городов по всей стране. Потому что они сыты по горло, они наелись до смерти этой лжи, которую им внушают в их городах. Проблема в том, что исламские иммигранты приезжают в эту страну и объявляют ей войну. Они хотят подчинить нас. Они здесь не для того, чтобы интегрироваться или ассимилироваться. Они здесь для того, чтобы доминировать. Мы погружаемся в тьму. Весь мир погружается. Каждый раз, когда исламское сообщество что-то делает, они сразу же кричат, что они жертва. И вы это хорошо знаете. Ваша индуистская аудитория полностью осознает это. Мы сыты по горло слабым, трусливым правительством, которое умиротворяет исламское меньшинство, потому что они постоянно боятся беспорядков и насилия от этого исламского сообщества и боятся их угроз. Так кто же ответственен сейчас за насилие на улицах? Наше правительство и наша полиция. Из-за их двурушничества, из-за их абсолютной трусости, из-за того, что они жестоко обрушились на британцев и позволили исламскому меньшинству бегать по всей нашей стране без ограничений. Полиция буквально убегает, когда мусульмане выходят на протест. Они буквально прячутся. Их полицейские участки подвергаются нападению. Автобусы поджигаются. Полицейские машины поджигаются. Нет полицейских лошадей, нет полиции с собаками. Есть абсолютно другое отношение. Они послали сообщение британскому населению, что если вы хотите, чтобы вас услышали, вам нужно восстание. Вы видите последствия их неспособности обеспечить соблюдение закона одинаково во всех общинах прямо сейчас на улицах Великобритании. Вы знаете, сколько мусульманских женщин были изнасилованы бандами англичан в Великобритании? Угадайте. Ни одной, ни одной. А вы знаете, сколько молодых английских девушек было изнасиловано группами мусульман в каждом городе и поселке по всей нашей стране? 1000 изнасилований только в одном Тоффорде. В Тоффорде, где 1,7% мусульманского населения, 5 человек были убиты мусульманскими бандами. И это в одном городе, только в одном. Они действуют в каждом городе. Поэтому я нахожу абсолютно оскорбительным, что наш премьер-министр собирается защищать мусульманскую общину. Потому что исламские захватчики насилуют наших дочерей, грабят по всей стране. Это мусульманские захватчики, поэтому мы оскорблены его словами. Мы хотим защиты и хотим, чтобы наши дети были в безопасности. Мы хотим, чтобы наши женщины свободно ходили по улицам. И когда я говорю «наши женщины», я имею в виду индуистских, сикхских, христианских, еврейских женщин. Мы все в опасности. С нас достаточно. Мы не против мигрантов. Я против исламской иммиграции в нашу страну. Если беженцы – это ответственность каждого, сколько же приняла Саудовская Аравия своих братьев? Они не приняли никого, потому что они хотят участвовать в джихаде населения в западных странах. У нас не было проблем ни с одним из членов сикхской общины, которые приехали в Великобританию. Они отличные люди. У нас нет проблем и негативных взглядов на иммиграцию индуистов в нашу страну. У нас есть проблема с враждебным сообществом, которое приходит и объявляет войну. Вот где у нас проблема. Вот за это ему, короче, голову режет британский политик.
Прямо стоя на улице. Вот до чего они себе. Уже, прикинь, стоя перед тысячей толпой, политик британский кричит, что вот этим людям, вот этому человеку за эту правду надо отрезать голову. Правда, его арестовали, говорят, но все равно он уже до этого дошел, что ему это позволительно. Короче, как говорил один человек, однажды мой дух воспрянет из могилы, и все поймут, что я говорил правду. Не надо было тревожиться. Но, между прочим, в нашем чеченском обществе они тоже создали вот эту группировку леваков. Вот эти все, кто против всего чеченского, левый Букаш-Хайшин, заходят, газлайтят нас, хотят пристыдить за то, что мы хотим быть чеченцами. Вот то же самое творят. Вы живете в Европе по европейским законам. Вы же соблюдаете эти законы. А ты что, в Чечне живешь по чеченским законам? Ты живешь в Чечне под арабскими законами. И еще диктуешь, чтобы и мы им придерживались. Гарм лает громко Угнепахилира. Привязь не выдержит, вырвется жадный. Ей многое ведомо, все я провижу, судьбы могучих славных богов. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут. Тягостно в мире великий блуд, век мечей и секир. Треснут щиты, век бурь и волков. До гибели мира щадить человек человека не станет. Это кто сказал? Какое-то пророчество? Это прорицание Вельвы называется. А когда оно было вообще это Давно, сформулировано? давно, очень давно. Кстати, Вельва это кто? Прорицательница этой в Асатре, да? Да. У нее же тоже есть вот эти нити судьбы, норны. У нас они Истанг называются. Обычно тоже все в виде вот этой свастики, креста, узоры. На войлочных коврах у нас шили это. То же самое. Ну или музы, если брать Элладу. По-моему, у них же тоже вот эти кувшины, да? Вот этой. У эллинов. Женщины с кувшинами, там, воду носят, в общем. Ну, конечно, там очень многое пересекается культур. Элла, да, Эллада. А кельты вообще в точь. Не, Элла это Эл. Ну, князь, господин, царь Элла. А с этими скельтскими женщинами у нас вообще точь-в-точь попадание. Там, когда я этот материал, в общем, писал, наткнулся на традиционную одежду, уже ирландская традиция. Девы носят косинку, а замужний платок. Эринах. Традиция... Как?
Эринах. Ирландцы. В общем, и как бы лет 20-30 где-то назад, в общем, с этой арабизацией это полностью исчезло. Но сейчас до сих пор они как бы пишут статьи там на официальных сайтах, но женщины-то уже все в платках, и замужние, и незамужние. И не знаешь, к какой можно подойти, а какой нет. Подходит замужняя, и та говорит, что она замужем, а этот все равно не отстает, короче. Ну, типа, ты мне врешь, типа, ты не хочешь со мной просто познакомиться, что, типа, у пацанов же бывает, что это, типа, надо добиваться там до конца, там, туда-сюда. Не верит, когда говорят замужем. Ну, типа, она накрашенная, может быть солидно одета, и как бы, типа, внушили уже колхозникам, что там, женщина, если у мужчины на доме был бы, там, не красилась бы, женщина не общественный транспорт, короче, это твой личный транспорт. И на этой волне, в общем, не доверяют, что замужняя. И все это, короче, смешивается. Они продавали ирландских детей и женщин в рабство в Америку из Англии. Вывозили. Дешевле на рынках, на рабовладельческих рынках ирландцы стоили дешевле негров. Белые люди, рыжие. Почему? Не знаю. Они не такие работоспособные были в ином А, Вот, кстати, ирландцы тоже там пострадали от рабовладельцев, или как это правильно сказать. работорговцев. Да. Но они так не кичатся этим. Не плачет. Потому что Да, дух воина, а не жертвы. да, им, видимо, стыдно как-то за этот период истории. Ну, сейчас развели много нытиков. Кругом все ноют. Женщины ноют. Мужчины ноют, что их могут посадить. Если женщина будет ныть, и он плохо отреагирует, его посадят. В общем, система, чтобы друг друга перебили. Это просто монетизируется, спонсируется разными там организациями и так далее. Вот и все подключаются, чтобы урвать себе кусочек. Я не знаю, как в Европе, но в Северной Америке самые бесправные здесь белое население. И если с кем-то не белым повздоришь, на тебя сразу ярлык вешают, что ты расист, все здесь белым, особенно мужчинам, вообще не сладко, на самом деле. Используют вот эту защиту, которую как бы придумали, может быть, ради того, чтобы защитить детей и женщин от насилия какого-то. Они ее начали использовать, вот даже находятся дети в школах, которые врут, что учитель, если мужчина, в общем, страшно. 2 года назад, я помню, такой хороший учитель был вот в школе у ребенка. И одна латиноамериканская девочка на него накляузничала. Там такую подняли, такую шумиху подняли. За него начали заступаться родители. И тут они, значит, стали: а вот вы, потому что вы белые, вы своего белого защищаете, а наша белая латиноамериканочка, бедная латиноамериканочка, вот вы все против нас. В общем, это ужас был. Ну, в общем, в конце концов, этого учителя сняли с работы, чтобы им угодить. Страшно было, очень страшно. Когда ты ничего не можешь сделать. Тут же цвет кожи тебе в рожу кидают.
Причем приезжают же в белые районы, чтобы учиться в белых школах, и вот так вот угнетают, просачиваются, вот прям как вода между пальцев, не остановить их. Ну, здесь реально такая тема есть там. У друга, например, есть квартира, он сдает там одной чернокожей семье. Они уже 3 месяца аренду не платят. Живут, а он их там пытается выгонять, они ему говорят: ты нас выгоняешь, потому что мы черные. Не то, что вы 3 месяца аренду не платите, а то, что вы черные. Ты уже и расист к тому же. Они до сих пор же возле Капитолия нет-нет бастуют. Они просто требуют компенсации за то рабство. Хотя их спрашивают: ты же рабом не был, это же твои предки были. Но все равно они компенсацию ждут. Ну, белые этот вопрос здесь заминает, они по большому счету, что они индейцев загнали в резервации. Ты посмотри, как современные североамериканские индейцы здесь живут, штат Нью-Мексико, Аризона, Калифорния, Оклахома, Канзас. Посмотри, в каких резервациях. Там в Нью-Мексико у них до сих пор в глиняных этих живут они. Там света у них нормально нету. То есть они их в резервации загнали, а на их место вот этих чернокожих с Африки завезли. Ну и все, и пошло-поехало. Да вообще офигели эти америкосы. Нацистами они были самыми настоящими во время Второй мировой войны. Но у нас на нацистами и России всё в расистами порядке. оказались немцы. В России вообще все в порядке. Всегда было, есть и будет. Нацизм – это очередной ярлык на лице планеты. По поводу Латинской Америки и индейцев. Единственный, насколько мне известно, народ, боровшийся с этой экспансией христианской, ну вот, и не сдавшийся до сих пор, это народ Мапуче. Индейцы Мапуче. Ну, вот, они проживают на территории Аргентины и Чили, южные регионы. Вот. Они не сдались. То есть у них здесь есть собственные, так сказать, движения в этом направлении. То есть народ непокоренный конкистадорами. Там еще есть история, здесь тоже история бытует. Это, по-моему, северноамериканский индеец был. Его взяли вот эти в плен. Ну, он говорит: принимай христианство. Они его пытали, мучили, ну, там конечности отрезали. И говорит: принимай христианство. А он говорит: и мы тебя убьем, короче. А его слова были: а вот как, что если я приму христианство, если я попаду в рай, вот по-вашему, там будет это, ну там христиане будут. Он говорит: да, там будут христиане, все будет хорошо, там это. Говорит: нет, говорит, пытайте меня дальше, я не буду в вашем раю с христианами. Вот такие здесь люди были. И эти истории, вот такие индейские истории здесь в народе, вот не покорившемся народе, вот очень хорошо бытуют. Вот, в народе Мапуче, в частности. Вот, это они здесь очень развито, у них националистическое движение за собственный народ, за собственную культуру. Это провинция Мендоза, наверное, да, вы говорите? Это, получается, северо-запад Аргентины. Хухуй, да, где вот это город с смешным названием? На Я не помню точно по этому, не помню точно. Там была даже в 19, по-моему, веке было целое королевство Мапуче. Они объявили там, что вот королевство, оно там занимало территорию от Патагонии, и от аргентинской, чилийской Патагонии, и вот, ну, южная часть Латинской Америки. Вот, это, и там они королевство свое объявили, но там король при этом был, по-моему, французом. Ну, там такая смешная история была, он стал на защиту Мапуче.
Ну вот, и объявил себя королем. Ну вот, а его признали при этом королем, и объявили, что вот королевство. Такие смешные здесь истории были. Ну вот, а он стал в защиту именно против конкисты, которая здесь творила неизвестно что, именно под вот это була папа была, ну это Ватикана. Ну вот, и вот они под это дело здесь народы ищемили. Вот, а само по себе, да, еще, что здесь такое... если говорить о Латинской Америке и о сефардах, чтобы так было немножко представление, этнографическое, все распределялось линии иудеев-сефардов. Большинство фамилий в Латинской Америке, очень много латиноамериканских фамилий, это сефардские фамилии. Фамилии сефардов. Сюда очень много. Вот с Колумбом, потому что даже там Колумб, его приближенные, сам Колумб, и его приближенные это точно. Колумб там, он такая странная персона. Их называли среди сефардов, как же, забыл название ихнее. Ну вот, евреи выкресты. Короче, которые приняли христианство из-за того, что там, христиане там устроили королеву, там 1410, по-моему, год. Вот, и как раз вот тогда и началась экспансия оттуда в Латинскую Америку. Ну, шла конкиста, именно христианская конкиста, но вместе с этим шла сюда сефардская колонизация. То есть сюда приезжали сефарды. И вот какую страну не взять, не знаю, там, кроме Уругвая, там у Уругвая своя история, там, английская. Но вот этот континент заселен сефардами, которые уже, потомками сефардов. Вот такая справка историческая. Это этих сефардов в 93 году иранский террорист взорвал в Буэнос-Айресе. Это Капиталь Федераль, если вы с Буэнос-Айресом знакомы, по-моему, по Авениде Тукуман, если на север ехать, там еврейские поселения, там высокий дом был, наверное, этажей 10, там еще в 99 году, 6 лет спустя, до сих пор котлован был. Там сколько еврейских семей погибло, по-моему, 350 человек, какой-то иранец взорвал тогда. Может, помните это все. И там вот это север Буэнос-Айреса, по Тукуману вверх, Реколета, по-моему, район. Там все это сефардское население, там действительно их очень много. Я не отслеживаю так политические события, что там творится, что кто делает. Но то, что факт, просто я смотрел именно по фамилиям, списки сефардов, сефардских фамилий, а это на сайте испанского посольства, на консульстве, по-моему, выложено, чтобы отсюда могли получать гражданство Испании, там, реабилитация этих сефардских народов, что-то такое, короче, у них там было, и вот там вот есть список фамилий, по фамилиям, и я вот открыл эти списки, почитал, посмотрел, какие фамилии, вот кто и какие фамилии здесь бытуют, вот, очень распространенные фамилии, сефардские фамилии, и самое главное, не надо исповедовать иудаизм сефардского типа для того, чтобы получение гражданства Испании, достаточно просто подтвердить по фамилиям, подтвердить свое сефардское происхождение. Да, дополню, что интересно, сами сефарды называют ашкеназов хазарами. Не знаю почему, но вот так вот я разговаривал с этим сефардом, он говорит, это хазары, это не наши. И что лучший ашкеназ, это тоже там, что лучший ашкеназ, это мертвый ашкеназ. Вот вопрос такой тоже гипотетический. Вот сейчас, с одной стороны, Московия со своим вот этим вот фронтом, таким, Иран, КНДР, там, вот эти. С другой стороны, вот этот мир, Англия, Америка. Глупость, что одно, что другое. Глупость, зло, да, зло, глупость. Одна глупость, другая глупость. Что с этим делать-то людям? А людям разве дается выбор что-то делать? Все уже схватили. Хорошо, переформулирую, что нам
с этим делать, как нам в этом маневрировать? Сложный вопрос. Честно говоря, даже не знаю, что здесь ответить. Ну, самое главное, не вестись на вот эти пропаганду, наверное, какую-то. Искать истину. Избегать зла, там, не знаю, чего-нибудь такого. Наша Гольфа. А почему это Англия зло, Америка зло? Иран я понимаю, Север Корея понимаю, Китай понимаю, но Англия, Америка. Я тоже не понял, почему. Пора уже нормальными людьми становиться, чтобы на вас. Глобализм. Я думаю, про Англию было сказано в контексте того, что они продвигают вот этот вот ценности, которые Не смотрели, как на дикарей. не Они неприятны наоборот там приветствуют их. обычному человеку, не Да, то есть приветствуются, да. нормально Э, права человека соблюдаются, нормально люди И живут, ценности озвучь. не воруют. ЛГБТ, например. А ты знаешь, сколько этих ЛГБТшников в России скрытых? Если в России о них не говорят, не знаешь, что это нет, чего вы ерунду несете? Ну, мы же в Там текущий есть, момент там есть говорим о ЛГБТ, политике. просто им дали право голоса, и все, что здесь? Что там, рекламу делаешь, что ли? Или там закон приняли, что ЛГБТ, все должны ЛГБТ быть. И что за ерунду ты несешь? В Москве есть 35 клубов там ночных ЛГБТ. В Москве сколько? Кто считал? Ну, У попробуйте Миронова что-нибудь в Англии спросите сказать депутата против Государственного, он вам расскажет, Попробуйте сколько там что-нибудь в ЛГБТ Англии сказать клубов в против Москве. ЛГБТ. Нет, нет, в Москве 35 где-то по скафа есть, там посмотрите, не проблема. 35 как по мощности, по там, по посещаемости там кафе есть. Потому что 35, по-моему, там читал я там клубов ночных таких. Возьмите Думу, сколько там находится. Возьмите Питер. В Питере сколько их находится. Питерские этот, как ее, где эти выпускают курсантов, как этих. Сплошной там получается. Интересно, людей убивают, там войны ведут, захватывают, нападают, ничего. А тут ЛГБТ, оказывается, самый главный страшный враг в мире. От него, значит, все зло пошло. Елки-палки. Да не будь ЛГБТ, и все. А да, тебя. Задницу свою охраняй, и все. Они совсем недавно нападали на людей. Ради бога, не надо, чего они там нападали? На кого напали, кого убили? Колониальная политика Мелкобритании можно посмотреть. А колониальная политика России, она еще не прошла, получается. Где у нас границы? У нас нету границ. Ну, просто если такими этими категориями судить, там, через 20 лет там, или через 30. Если кто-то хочет сказать, да, там, это давно было и так далее и тому подобное. Факт, что это было, самое главное. Что они, например, сделали в Китае? Опиумные Что войны, было? если вспомнить. Политика британцев колониальная. В Китае, Ну, например. это было, когда, Прокомментируйте. елки-палки. Тогда, была Римская империя. И чё? Ну, я вот и говорю, если вот такими вопросами задаваться, соответственно, через лет 50 там или 60 кто-то будет, когда про Россию говорит, скажет, ну было и было, что там, ну напали там туда, напали сюда. Ну, раньше так же как-то неправильно.
Я чего объяснил, абсолютно не понимаю. Россия всю жизнь на кого-то нападала. Я говорю, в Постоянно категории времени судить, если раньше, вот ты говоришь, раньше было, типа. Не сейчас же они нападают. Ну вот я говорю, через лет 50 кто-нибудь будет вот так тоже сидеть в чате и обсуждать 22-й год, Россия, Украина. Один скажет, ну вот нападали на Украину, а другой скажет, ну это раньше было, лет 50 назад. Что ты сейчас рассказываешь? Это сейчас дикость, 21 год, за это напасть на соседей, вот это вообще дикость. Это вообще неприемлемо, как я пойду к соседу, у меня, значит, больше ребят напал на соседа, отобрал дом, выгнал его. Что, нормально, что ли? Это, конечно, ненормально, но также ненормально навязывать какие-то леваческие или политику, как сейчас ведет Нет, ты Запад. перепутал свободу с этим, с диктатом. Никто их не навязывает, кто тебе навязывает? Они Вот считают, я и что говорю, вы ЛГБТ, значит, попробуйте. имеют Вот я и право говорю. полное так же жить, как нормальные люди. Поэтому у них законы издают такие. Ну ты в своем государстве не издавай такие законы, и все. Нет, там так хорошо, там поняли свою колониальность, свою политику неправильно, исправились сами, никто их не исправлял. Здесь, считай, сколько войн в последнее время было. Это Афганистан. Что туда лезли? Грабануть полезли, больше ни для чего. Дальше что у нас было, получается? Устроили бойню там между Азербайджаном и Арменией. Молдове устроили Приднестровье. Чечня устроили конфликт, не конфликт, войну устроили, 300 тысяч убили. Дальше идем, Сирия, нафига туда полезли. Стерли в хлам города, поубивали людей, они убежали в Европу. Дальше берем Украина. Нафига, вроде один народ считался, полезли туда, хлам стирают города, бомбами закидывают, говорят, вы один единый народ, мы вас любим и бомбят. Зачем? Дальше угрожают Европе. Вы должны вернуться на границу 97-го года. Какие границы? Чего мы? И это считается нормально в России. А ты говоришь, колониальную политику вели. Да сейчас продолжает на севере, северные народы. Их извели, получается, нету их, северных народов. Споили их. Где убили, где споили. Возьми Якутию. Посмотри там, что творится в Якутии. Алмазная страна, одна из богатейших республик, что там делается. А любую возьми из этих, которые были захвачены. Что там творится? Где люди живут нормально. А потом этих людей гонят на нищету, гонят как мясные, как мясо на войну гонят. Что это глобальные какие-то вопросы? Посмотри на себя там получается. Что там за Англию, в Англии, что там делала, посмотри. Что там Америка делала. Америка сколько лет? Они исправились, у них негры уже президентами становятся. Темнокожие становятся президентами. Какого-то изберут себе, царя из него сделают, без царя не могут жить. И потом он сидит над ними там 30 лет правит. Вот ты говоришь, США исправились. Что насчет того, что они недавно в Афганистан зашли или в Ирак? В Афганистан что они зашли? Чтобы люди нормально начали жить, сколько они денег туда бухали.
Если они дебилы, что они могут? Посмотрели, что неисправимые. Оставили на час. Что они там творят? Детей продают. Дебилы. Если они бараны, то что, американцы виноваты, что ли? Я про сам факт. Школы Кто виноват, кто не виноват, это вопрос школы такой позакрывали. сложный. Виноват Советский Союз был виноват, Россия была виновата, залезла в Афганистан. Это единственная страна, которая первая признала Советский Союз и вкладывал, и если заказывал какие-то проекты, то платила наличными деньгами, а не так вот какими-то деньгами, там, короче говоря, потом мы отдадим, не как Африка. Что туда полезли? И вот узнай, почему они полезли туда в Афганистан, Советский Союз, что они туда полезли. Шах у них Почему был, таких шах причин показал, можно шах. много найти? Было бы желание. А почему ты, уважаемый, Грабануть, копаешься в грабануть Америке? залезли туда. Ты копайся Грабануть поближе. туда залезли. Вы просто не знаете, почему в Афганистан полезли, даже не знаете. Заза, Туда если это этот, вопрос ко мне был изначально. у Шаха был, короче говоря, военный атташе, который был там, находился советский, находился там. Он был его как бы товарищем, там, собутыльники они были. Пригласил его, как его, Гохран, Гохран, как в России, такой же. Он пригласил к себе показать ему, что у него есть, сколько денег у него, сколько золота, сколько самые чистые алмазы в мире. Это в Афганистане. Самые чистые считаются алмазы, которые в мире добываются, это афганские. Показал ему эти алмазы, все вот это показал. Он настрочил в центр, что тут здесь можно грабануть тут нормально. Они залетели туда, грабанули, Шаха убили, грабанули. Это, на самолетах вывезли деньги, алмазы, золото. За эту операцию они там сразу грабанули, вывезли. Это оправдало 15-летнюю войну. Уже в России, в Советском Союзе уже когда не долетело, короче, половина туда не долетела. Разграбили эти генералы. Генералы и верхушка это разграбила, получается. Вот за этого пошли туда, залезли. Нафига туда лезли? Афганистан нормально развивался потихоньку. Там. Они проект заказали железные дороги, проект заказывали геологические изыскания, проект строек их заказывали. И платили наличными деньгами. Это преподаватель, который там работал у нас в институте, тоже русский, он там какие-то изыскания геологические делали. Там. Он рассказывал нам. Поперлись туда, поперлись. Зачем туда поперлись? Там у них и дети, и девчонки учились, непокрытые были. Они цивильные были люди нормальные. Их вот этими сделали, маджахедами сделал Советский Союз. Руководство Советского Союза сделало. Сейчас вот ты говоришь, вот, посмотри. Ну, вот американцы решили навести порядок нормальными людьми, их вернуть к этому состоянию. И что они смогли, сказать, вложили 100 миллиардов и ушли оттуда. Так и не смогли из обезьян сделать, людей сделать. Они в обезьян превратились. Что делается сейчас? Что делают в Чечне, получается? Разнесло, всю Чечню разнесли, поубивали 300 тысяч человек. Зачем? Что кому-то Ельцину не понравилось, не захотелось встретиться с президентом Дадаева, которого выбрал народ. Ельцин первый срок, да, его выбрали, второй срок он подделал. Это все знают. Использовал те деньги, которые выделял ему Запад на помощь. Он использовал эти деньги и подделал выборы. И что получилось с этого? Путин вылез. И что теперь делать миру с Путиным, который угрожает всем ядерной дубинкой? Дебилом. Кусок. Весь народ поддерживает это.
Никто уже боится выйти на улицу, что-то сказать, вякнуть. Вот к этому приходите, получается, с этим царя вставить в голове у вас. Когда вы нормально жить начнете, когда вы думать начнете, сами начнете думать. У вас имперская политика, заложенная с кровью матери, с садика у вас эту имперскую политику забивают там в голову, сидите, потом не знаете, что делать. Первый вопрос на России, что делать? Второй, как жить? И никогда вы нормальный вывод не делаете. За все время я не видел, что вы нормально вывод сделали. Имперскую политику из головы берите, живите нормально. Не смотрите сквозь прицел на весь мир. Опа, интересно. Ну, знаешь, что интересное? Вот, когда начинаешь говорить демократия, свободу, и все почему-то переводят на ЛГБТ. Да елки-палки, что демократия, это только ЛГБТ, что ли? И вообще, где она так? Она сильная, это ЛГБТ. Это все сказки. Вот специально делают, чтобы эти императоры сидели и никуда их не убирали. Про ЛГБТ кто рассказывает, у них вообще дворцы на Западе в ЛГБТ все стремятся туда, деньги сформованные туда отвезти, тещи отвезти, жен отвезти, детей отвезти, там учеба у них, все там получается. И кто больше всего кричит ЛГБТ? Наворуют миллиарды. И в Европу, в самом центре, в Лондоне, виллы, дома строят, покупают, особняки покупают, самые, что ни на есть, патриоты. Самые, которые борются с этим ЛГБТ, с демократией, они, значит, и те покупают и сидят, живут, дети их не там живут, они даже русского языка не знают, своего языка не знают. А эти все еще патриоты, они все борются с Европой, с демократией. Интересно, да. Ну, вопрос-то стоял другого порядка. Не в ЛГБТ дело. ЛГБТ, ну что такое ЛГБТ? В каждом народе есть определенный процент атавизм как бы этого народа. Больные люди, так скажем. Ну да, можно так сказать. Да, там идет в Индии, то опять же я приведу пример в Индии. А в Индии даже целая каста внутри касты неприкасаемых есть там вот такие хиджры. Ну, вот это древнейшая их традиция. Там, то есть туда приходят там мужчины, которые там себя чувствуют женщинами. Но это малый процент общества. В принципе, по статистике можно по каждой стране, по каждому народу выявить там какой процент вот этих отклонений есть, вот ориентация, да, то есть там, это еще с древних времен пошло, там, гермафродитизм, там, и психологический гермафродитизм, это же физические отклонения какие-то от норм. Но дело ставит вопрос-то стоял не об этом, что это зло. С Россией-то все и так понятно. Россия, во-первых, кто такие русские, да, какая их основа, этническая основа. Вот я говорил, меря, да, кто такие меря? Каннибалы, да, очень воинственные, агрессивные каннибалы. Это их культура. Меря. Чудь, мудь, это все оттуда, это все финны. Нет, там чуть это другое. Чуть нет. Я говорю именно о каннибалах. Чуть это они жили на территории Прибалтики. Нет, именно меря. Меря, они каннибалами были. Андрофагами, о них еще писал Геродот. Вот, с одной стороны. С другой стороны, склавины, то есть славяне тоже не надо, склавины, да, то есть этнос склавинов, которые вот рабский этнос, изначально рабский этнос, то есть они были рабами, расходным материалом, их все во все стороны брали их, потому что они не оказывали никакого сопротивления. Потом на этой базе, на склавинской базе, потом родились уже там масонские идеи, славянофильство. И развелось вот это вот славяне, славные православные славяне. Вот. А на самом деле они
склавинской вот этнос, да, то есть рабов. Рабы смесь с андрофагами, ну, каннибалами. Вот порождение, вот корни русского народа. Ну, понятно, там были самые разные влияния культур самых разных народов, но замес такой винегрет, интернациональный винегрет получился очень... И, естественно, в таком положении ментально и генетическом они, естественно, там и ведут себя подобающим образом на протяжении всей своей истории. Там, начиная от походов Ивана Грозного на мои земли, моих предков в Прибалтике, в Эргеме, тогда, когда был против 15 тысяч этих опричников Ивана Грозного было, там 300 воинов встало против этого войска, ну, естественно, они все полегли в момент. Ну вот, а потом это войско нагнало, а эти воины стали против них, чтобы защитить отход мирных детей этих. Ну вот, ну, естественно, кордон из 300 воинов смели очень быстро и нагнали это ордынское, ну, ордынцы, да, нагнали мирное население и всех перерезали. Там до сих пор есть это место под Эргами, где там присыпали просто трупы детей, женщин, стариков. Вот. Это тогда делали. Они тоже оккупировали эти земли, ливонские так называемые земли. Вот. Это история моего народа там, из Прибалтики. Вот, я знаю эту историю, ну, потому что веду корни оттуда. Это тогда было. Потом сколько еще экспансий было со стороны русских. Что они делали, как они туда-сюда продвигались, расширяли свое это, что, как они порабощали народы. Это в их менталитете, в их сущности. Поэтому с русским миром вопрос однозначно, что это такая зло, да, ну давайте говорить зло, ну хотя зло глупость, ну глупость чего, творение, да, ну или неразвитые они, развивать их надо, там это, но это еще эволюционный процесс развития духовного, эволюции не как там дарвинической, а именно духовной. Это с русским миром все понятно. Вопрос стоял в другом. Вопрос стоял о том, что вот в нынешней ситуации делать между вот этой глобализацией и вот этим вот авторитарным миром, вот уже более современным. Авторитарный-то мир, понятно, русский мир, вот что он из себя представляет. Ну, азиатские миры, там, Корея, Китай, ну, понятно, у них там каннибализм тоже в норме. Там они насекомых едят, там, еще что-то, ну, это их традиции, культура. Вот. Но здесь-то мы говорим еще обо всем остальном мире. Там есть свои минусы, глубокие минусы, серьезные минусы. И вопрос стоял, как людям лавировать среди этого всего того, что творится, а не обращать внимание на чью-либо сторону, потому что выбирать лучшее из зол, ну, не знаю, как-то зло, оно и есть зло. Ну, глупость, да? Стать нормальными людьми. Можешь стать нормальными людьми, сколько можно порабощать. Эту имперскую политику убрать, имперскость убрать. Людьми стать, что-то производить, что-то делать, а не просто там дырку пробурил, там, оттуда жижу продавать, и потом часть людей, там 2%, все это, что на этом сидят, да, все воруют, увозят туда, в Европу, там живут они, а остальные здесь так загибают друг друга, как ты говоришь, ели, до сих пор едят друг друга. В России друг друга ненавидят, потом ненавидят весь мир, что я говорю, сколько можно эту вот политику гнать это? И по телевизору ты Соловьев сидит, рассказывает, как жить.
что там на Западе плохие, блядь, уже, блядь, 4 дома купил, блядь, в Италии. Матери сидяков, не один домик у него, блядь, а 4 домика там, блядь, таких нормально купил. Сидел по ушам, ехал россиянам, блядь, что там на Западе хреново. И когда перестанут вот это все верить, смотреть телевизор, на людьми станут, никогда в жизни не станут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы исправиться. Все плохие вокруг, мы одни хорошие. Блин, я не знаю, что за люди, что за люди. Когда станут людьми, это не люди, я считаю. Когда перестанут считать остальных рабами, считать вокруг. Когда это из крови уберут у себя это вот, тогда может что-то получится. На севере, бля, все тюрьмы там до сих пор они там царских времен, да, издеваются, как в тюрьму попал, что-то попадали в Кандалак, да, и там всю жизнь эти люди, ты говоришь, каннибалы до сих пор они есть там. Их дети вырастают этими каннибалами в этих тюрьмах, только они видят эту тюрьму, работают, и получается издеваться над людьми. И продолжается каннибализм, но немножко в другой форме. Но фактически каннибализм. Что они там видят? Вырастают до определенной должности, начальство с Москвы им присылают. Побыл там год за 3, ему посчитали, на пенсию вышел, 40 лет, уехал. А эти местные вот так и там